Прошел многие. Подниматься. 4 балла еще показывает красному. Да, 4. Да, действие. 13-4. Пистолет сделал. Да, красиво. Все-таки. Ничего не скажешь, Улимбашев. Молодец. 2 броска на 4 балла. Как хорошо контролировали, да, чуть-чуть оставался. Да, всего немного оставалось. Но тут надо было, как раз именно опыта не хватило, да, Григорьеву. Не надо было спешить, конечно. И еще бросок, да? Попытка броска и балл Бросок, дали. да. И чистая победа у Лимбашева. Ну, красивая схватка, ничего не скажешь. Не хватило немного опыта нашему борцу. Ну и мастерства, наверное, конечно. Но все впереди, скажем так. Хорошо показал он хорошо себя показал в первой схватке Василий Григорьев, но Асланбек Улимбашев встретится с Игорем Матвеевым. Надеемся, Игорь Матвеев все ждет, какие приемы он делает, да? Да. И тренерский штаб все покажет, объяснит. Да, мы перейдем на ковер А, где начинаются схватки 57, да, килограмм. Ну, начнутся, вернее, 57 килограммов. Ждем наших борцов. На контур прям 4 балла. И тут за бросок 1 балл дали. Ну, тут никаких вопросов, да? А у нас... Два представителя дагестанской школы. 3-2. И с ним еще было 4-3. 4-3 стало. Осталось 2 минуты до конца борьбы. Сейчас посмотрим. Да, после этой схватки мы ждем схватку Лев Павлов и Данил Махначевский. 2 борца, хозяев соревнований команды. Остается минута 48. Ханиев ведет. И 8-3. 10-3. Осталось 1,5 минуты до конца схватки. 1/8. 86 килограммов. Ханиев выигрывает 10-3. И последние действия могут решать все. Чистую победу или по баллам. Да, наши болельщики в последней схватке с Григорьевым болели. И чуть-чуть не хватило. Ошибка, конечно, опыта. Чуть-чуть не хватило. 10 доли секунды. Каждый. 10 доли секунды не хватило нашему борцу опыта. И вот доли секунды это много-много работ, тренировок, сборов зависит. Каждая доля секунды. Потом посмотрели, как чуть-чуть проигрывая 5-4. И стало 14-4. Да. И сейчас после этой схватки тоже посмотрим наших земляков. И вот как хорошо тут такой весной такой большой турнир в нашем городе. И надеемся, что завтра, послезавтра наши зрители заполнят наш зал, стадион, Да. трибуны. Да. Надеемся. И, кстати, сегодня тоже очень много, да, при том, что сегодня рабочий день, очень много болельщиков, поддерживают очень яростно. Центральные трибуны у нас практически заполнены, 2 сектора точно у нас заполнены. 2,5 даже. Так что
Да, завершается схватка в пользу Ханиева 12-3. Выигрывает схватку борец из Дагестана. Ну а мы ждем схватку уже в 1/8 финала 57 килограммов. Но здесь очень много интересных будет встреч, так что посмотрим, да, 57 килограммов. До 57 килограммов приглашается Лев Да, Павлов, всегда вот интереснее Данил Махначевский, самый представитель легкий вес. Народной Республики Саха-Якутия. Раньше, сейчас все лидеры должны быть нашими. Да. Наши ребята должны быть лидеры. Всегда вот Герман Кантоев лидером был. Чемпион мира Александр Смеш тоже лидером. Йосиф Корнилов, наш Виктор Лебедев, двукратный чемпион мира. Как красиво боролись-то они. Вот. Все, вышли борцы на ковер. Лев Павлов и Данил Махначевский. Да, и личные тренера наблюдают, сидят, нас секундируют. И начали. Лев Павлов начал свою борьбу, диктует уже, как опытный борец. Начинает действия свои, диктует свою борьбу. Да, знает вот этот проход, да, льва, хорошо защищается. Махначевский пока. Да, конечно, знают друг друга не Да, каждый день, прекрасно знали. наверное, да. Пара стоят, да? С утра до вечера вместе работает, наверное. Да. Даже как он знает, наверное, друга, когда он будет дышать или Ну, прекрасно, конечно, действия. друг друга знают. Какие у него привычки, какой шаг будет предыдущий, он все знает. Могут они даже за закрытыми глазами друг друга бороться. Почувствовать. Настолько хорошо друг друга знают, да? Но, ну, конечно, раньше, когда я боролся, да, с своими соперниками, которые земляками, так, знаем все свои коронные приемы, кто какие приемы хорошо делает. Каждого. О, попытка за ноги взять. Не прошел. Знает. Я когда боролся с Леонидом Николаевичем Спиридоновым, тоже знал. Мы с детства боролись вместе очень много раз. А, Соревнования тоже с детства. Где-то знаем, кто как, что, как, какие приемы, какие шаги, кто какие, по какому слаб. Тоже знали. И боролись друг друга очень. И не жалели себя друг друга. А так за ковром друзья, брат, старший брат, младший брат. Это уважение друг к другу относились. А когда на соревнования, конечно. принципиальная тоже схватка, да? Да, вот хорошо прошел ноги. И 2 балла взял. 3-0 в пользу Льва Павлова. Четко свое лидерство показывает. Кто тут? Первый номер. Да, кстати, на центральном ковре надо будет проследить, как будет бороться наш Сергей Клименко. Он скоро тоже должен выйти на ковер. Если услышишь, просто зафиксируем счет, кто выиграет или нет. Против борца из Дагестана Далгата Абдулкадырова выйдет. Тоже, да? Интрига. Да. Интересно. Первый период закончился. 3-0. 3-0. Четко. Свою задачу выполнил. Действие, одно действие, 2 балла и предупреждение было.
Ну, 3-0, чтобы с запасом на второй период выйти. Вот. Четко. На ковре победу одержал Теймур Абдурахманов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Второй период. На ковре Начался. приглашается Далатат Обычно на второй Абдурахманов, период, когда выходишь Дагестан. на соперника, то, что в Сергей первом периоде Емельянов, не получалось, ты уже это не делаешь. Начинаешь новые искать действия, и Махначевский все равно дает руку. Как в первом периоде, и на втором периоде тоже дал. Вот Лев Павлов как начал вот в первом периоде вязкий рук, так и начинает вести борьбу на своих. Из этого контролирует спокойно. Первая минута уже прошло, и вот чё, Проход в прошел. ноги. Пять 0. Как в шахматной игре. Все получается и делает его. 7-0. Еще два раза. 9. И Девять, еще раз. И еще раз. 11. Все. Свисток. Лев Павлов выходит в 1/4 финала. И доказал, что он Лидер. это лидер. Ну, пока- 1/4 пока только. Да. Так что Пока не показывает. будем забегать Да. вперед. В хорошей форме показывает Лев Павлов. Состояние уже. Да, надеемся. Надеемся на хороший результат, хорошую борьбу покажет. На полуфинале, да? 1/4 выходит. Да, в 1/4. Четвертый. Да, мы остаемся сейчас на весовой категории 57 килограммов. Увидим всех участников в этом весе, да. А затем уже посмотрим. 57 сейчас Юнус Евбатиров, Дагестан, и тувинец Амыр Хомушку. Тоже интересная пара будет. Далее Кирилл Бахметьев, Джабраил Тулаев, Абдул Калибатов, Римчин Гармаев, Халид Магомедов, Аяндай Ондар Аян, Николай Захаров наш с Магомед Расулом Гаджиевым, Матвей Куртуков, Новосибирск с Алексеем Антипиным, Северная Осетия, Алания, Якутия, и Николай Забловский, Хабиб Мехтиханов. Тоже вот. Борис из красной трико. Борис начинает его с вязки рук. Все контролирует. Сейчас первое предупреждение по-любому дадут синему. Пошел. О, как хорошо контрил. Тувинец на 4 балла. Оценили. И балл красным. Как хорошо начал, да, дагестанский. Борец контролировал, вязал руки, потом прошел ноги и неожиданно, как будто на ловушку, капкан зашел тувинцу на 4 балла. Да, очень интересная техника у Хомушку тоже. О, 2 И балла да, на крестном захвате. 6-4 уже. Да, сейчас опасное действие. Тут и можно... Защитился здесь, защитился. Да, Хомушку. очень хорошо защитился. Обычно с крестного захвата обычно сел Да, могут выиграть, да, с Да. одного положения. с одного положения. Очень, когда захватит на крестном захвате, это очень больно. Очень трудно уйти от Конечно, такого это захвата. почти болевой, да? Да, почти прием. болевой, да. Ну, кость в кость там действительно
сложно сопротивляться. Герман Степанович хорошо делал. Александр Степанович тоже. Да, в партере Контроль, они да, партере они всегда были всех. мастерами, да. У всех брали на Да. крестный захват. Как они хорошо владели этим приемом. 1 балл. Еще и Евбатирову 7-4. Четыре отдал, но 7 взял, видишь, Евбатиров. Да. А тут проход в ноги от Хомушку. Сейчас контролирует, но хотя на обратно взял. Но пятка отдал, уже все. Тут же на 2 балла может. А поднимается. Хорошо. Как За осенят? спину, да, 2 балла синему, я 4 согласен. да. балла. Нет, 2 балла. Сейчас Нет. челлендж будет. Не. 2 балла борцов синим. Конец. 6-7 и завершается первый период. Да. Очень интересный, да, поединок. Ничего еще не ясно, да. Если- Бросковый парень этот, тувинец тоже. Да. Хомушку. Вот посмотрим сейчас. Вот прошел многие первый вот. Первый балл, да. Да. И отсюда здесь. Вот. Вот красиво как. Контрил, да? Ножницы сделал. Да, ножницы. Классика, да? Тоже. Это тоже надо уметь, да, все. Красиво сделал. И здесь тоже хорошо защитился, главное. Ага. Мог же отдать там гораздо больше. И вот, ну он, видишь, контролировал же ногу. 2 балла. Ну, обычно так. 2-2 могут дать, Но если нет. там. Если В бы другом не был регионе, согласен, да. наверное, тут челлендж бы бросили. Да. Все-таки согласились. Если чуть-чуть как Абазгаджи бросает, да, чуть-чуть он поднялся бы на ноги, на Да. одной. Борис Дагестана чуть-чуть Да. поддал бы, то дали бы 4 балла. Но он через спину Но мне просто. кажется, все-таки там движение именно было от Хомушку и Да. контролировал он. Ну, видно, судьям. Да, что движение именно от Хомушку шло. Но все равно выигрывает 7-6. Да, ну времени еще столько, что могут Почти, еще да. по 7, по 7 баллов каждый. Да, хорошую борьбу показывает. Много приемов, действий делает. Да, очень активная, хорошая борьба. Да. Они показывают, вот, в каком высоком уровне ихняя школа. Ну, Хомушку как проигрывающий активнее работает с самого начала, да? Второго периода. Вот хороший захват взял, контролирует, но упускает. Хочет на бросок взять Да. Хомушку. И Батыров как-то уверенно он борется. Всегда он вперед идет. Вот. Первый, да. Да. Вот снова проход в ноги. Защищается хорошо Хомушку. И встает. Как-то уверенно вот красный. Делает все время в атаке идет. Все время. Не останавливается. Вроде выигрывает, но все равно идет. Ну, 1 балл всего. Тут все может решить. Единственная ошибка, единственная атака. Да. Так что он, Верно конечно, говорите. хочет, конечно, еще. Вот взять. ошибка сделала, да, Вот прошел. видите, да? Попытка сейчас броска будет. Смотри. Не дал. Не дал. Ну. Ногу-то взял все равно. Может сейчас вытолкнуть за контролирует. ковер. Тогда 7. 1 балл дадут, нет. Балл дали. Видите? 7-7 счет уже. Но, конечно, он проигрывает все равно, да? Но 44 секунды есть. Хомушку все еще проигрывает, потому что... Что хотя... он выигрывает? Выигрывает. Видите, да? Потому что 4 балла у него есть, и последние Да, действия он взял. да. Из этого, потому что выигрывает. Да. 35 секунд осталось. 30 секунд. Евбатиров атакует, прессингует, навязывает. Хомушко очень чувствительный парень. Очень чувствительный, да, видно. Видишь как, да, защищается здорово. Да. Ситуацию очень хорошо чувствует. Но сейчас, если выйдет за ковер. Нет, пока еще нет. 12 секунд. 12 секунд. Что будет? Нет, защищается. 8 Нет, секунд. защищает. И вышел за
За ковер, да? За ковер. Бал. Балл. За одну Все-таки секунду. да, за 1 секунду Евбатиров выходит вперед и выигрывает схватку. Секунда ничего не решит. Да, 8. там, конечно, Семь. грызет ногти хомушку. Ну как-то несправедливо будет, если проигрывает красный. Он все время атаковал. Атаковал. 6 минут только. Все время атаковал. Ну да. Если проигрывает, тоже несправедливо. Он в защите стоял, и потом и выигрывает. Нет, ну На какая последнем. защита? 7 баллов заработал. Ну, Не- не с- не на с- контур приема он Ну да, заработал. но всё. это тоже надо уметь делать. Да. Но все равно с красным борец-то Ну, 6 минут атаковал. выиграл сильнейший, в общем, Да. скажем так. 8-7. Евбатиров, поздравляю. Хомушку, конечно, жалко. Там пару секунд не хватило всего. Одну секунду. Да, секунда и 9. Секунда. И все. 1/8 финала. Да, жалко, конечно. На ковре победу держал Вот хорошую борьбу показали, да? Да, Каждая секунда. Интрига вот эта. Каждая секунда борьба. Интригующие борцы вот, показывают вот, хорошую борьбу. Интересно смотреть, болеть. Очень интересно. И, дорогие зрители, вот сами да, повтор посмотрим. Смотрите. на последнюю секунду он взял, вот 20 секунд оставалось, да? Мгм. Это 20-15. И вот последние 10 действий он начал. Еще 15 секунд. Начал вот на последние 15 секунд начал действие. И вот окончательную точку балла взял, только 1 секунду только оставалось. Да. Вот такой характер, да? Кирилл Бахметьев, Чувашия и Джабраил Тулаев, Чечня. Тоже интересная схватка. Ну, более опытно показывается вот синий Тулаев. М, Уверенно. И рослый такой. Сейчас борцы вот. Да, на следующем кругу наш борец Павлов с кем будет бороться? Так, 1/8 финала. Я так И понимаю, Евбахтиров. с Евбатировым, да. Да, и Батировым будет бороться. Ну, он Вот. такой, да. 6 минут атаковать, это тоже функционалка надо. Да, хорошо Все. готов, да? Да. И до конца борется. До последней секунды. Интересная тоже будет схватка за выход в полуфинал, да? Да, ну, надеемся, наш земляк, наш лидер на 57, который живет, надеемся, выиграет. Ух ты! Тулаев, какой бросок? За 4 бросок, да, балла. 4 балла дали. 2 балла. Руководитель и... ну, он на спину, на живот упал, конечно, но такой амплитудный, в общем-то, бросок был, да? Ну, 2 балла дали. Мне кажется, можно вознаградить за такое, да? Да, 4. 4 балла дали. Не дали. 2 балла раньше он взял. И еще 2 А. балла давали. Так что 4. За бросок. За бросок 2 балла. И раньше он Определенно. за спину вышел. И 2 балла. Но Тулаев, как вы сказали, с первых секунд, да, он опытнее Ну, видно, и ведет схватку. и более зрелый. Вот с красным Бахтеев, Бахметьев. Из выглядит, Чувашии. Да, моложе. Да, видно, что на год, может быть, 2 даже, да? Но Такой совсем юный даже. эти более опытные, уверенно борется. Столько высокая и спокойно диктует. Захват не дает. Сразу вот с подмышки контролирует. И дистанцию все чувствует. Вот центр ковра взял. Уже конец первого периода, и он спокойно стоит, диктует. О,
попытка прохода на мельницу с красного. И захват. И так и берет. С красным захват. За ноги. Ждет с конца. Все. Время. Закончился первый период. Многовременно свой финал весовой категории до 57 килограммов ведут красных триков Кирилл Махметьев, Чувашия, синим Джабраил Тулаев, Чеченская республика. Вот такой бросок. Попытка броска. Прогибом. Оценили на 2 балла. Начали второй период. Ну, неполноценный, видимо, да, Да, мы посчитали такой. Он Бросок. упал на живот. Да, поэтому 2 балла. Если чуть-чуть касался бы через плечо, было бы, оценили бы на 4 Четыре, балла. да. Попытка тоже проход имелся, он неудачный и сам прошел ноги синий. Тулаев сейчас все действительно Да, контролирует. вот, Красиво. 2 вот. балла. Тоже ножницы взяла. 6-0 ведет. Тулаев. Дело может и досрочно завершиться, да, если что. Да. Пока просто 2 технические действия. в одностороннем порядке пока проходит схватка. Такой и крупнее гораздо кажется, да, Тулаев. Такой очень высокий парень. Мощный. Руки тоже мощные мы видим, да? Такой, несколько накачанный, но такой очень хорошо развитый плечевой пояс. В общем, хорошо готов к турниру. Тулаев защищается хорошо. Бахметьев пытается за спину перейти, да? Но пока вот руку держит и не дает сопернику завершить задуманное. Не получается. Декабринцы в категории 74 килограммов 1/8 финала. Поединок ведут красных триков Никита Бифов, представляет Московскую область. В синий триков Джамал Парашев, Республика Крым. 35 секунд остается. Спокойно контролирует. Да, у нас в этом весе еще 3 борца будут бороться. Ну, скажем так, один родом из Якутии, да, Алексей Антипин. Выступает он за команду Северной Осетии Алании. Это не сборная, конечно, Якутии, но будем болеть как за земляка, да, он местный парень. В 9 классе переехал в Осетию, занимается там, в училище Олимпийского резерва, я так понимаю. Ну и Николай Захаров будет выступать в этом весе также за выход в 1/4 финала. И Николай Заболоцкий, созданский борец, тоже будет бороться. Это борец из Новосибирска Матвей Куртуков. Тоже наш ребят. Нет, нет, Куркутов. не Куркутов, а Куртуков. Куртуков. Куртуков, да, это Новосибирск. Так что Ждем. еще, да, много у нас интересных схваток ждет.
Но Тулаев уверенно выигрывает схватку, уходит победителем. Следующая пара Абдул Калибатов и Ринчин Гармаев, Москва и Бурятия. Вот Интересно. наши соседи, братья буряты, в этом весе что-то Ну, мало, да? Баяндуев, Баир, на последней секунде уступил Хабибу Мехтиханову. Ну, попал он сразу тоже на лидера. Не очень повезло, конечно, с жеребьевкой тоже. Но Баира Да. Баяндуева ты знаешь прекрасно. Он выиграл у Льва Павлова здесь на турнире в финале Романа Дмитриева. Дмитриева. Так что, ну, не сказать, что у Бурятии... тут- Ну, Гармаева посмотрим, Ринчин. Но видно, что он тоже совсем молодой еще парень, да? Да. Ринчин Гармаев. Его соперник Калибатов Абдул, Москва. Завязывает шнурки. Ринчин Гармаев. Ну, Гармаев тоже такая борцовская фамилия. Много борцов Гармаевых, да? Наверняка из Бурятии. Тамир, да, Гармаев был. Еще были ребята. Много борцов Да. было хороших. Все высшие мастера, высшие Мастера спорта, мастерства, да. да. Мастера спорта, все международники много. Калибатов, Гармаев. Победитель этой пары выйдет на Тулаева. Хотел за шагами делать, но не получилось. Тоже интересная борьба, да. Весовой категории до 74 килограммов. Вся тактическое преимущество победу одержал Джамал. Предупреждение красному. Замечание дали первое за пассивность. И вот Гармаев пытается за ковер вытолкнуть и свисток дали. И ничего не дали. Действий баллов нету. Сейчас вот контроль за Гармаев контролирует, вяжет руки, центр ковра держит. И вот сейчас судьи покажут первое предупреждение. 30 секунд. Пошло активность. За 30 секунд, вот нынешнее правило, должен красный, если проигрываешь, тебе дадут 30 секунд, то ты должен активно действие показать и взять балл. И тогда у тебя вот 3-секундная секунда. Вот, И как проходят раз. многие. Калибатов 2 балла. И взял. берет 2 балла. И останавливается вот это 30-секундное предупреждение. Да, и 2-0 ведет. Идет Гармаев. на обратно. Интересно, хочет да, взять. А, взял, на 2 балла есть. 2 балла точно есть здесь, конечно. 2-2 счет. Еще хочет. Выход за спину, да? 1 балл хочет взять. Но держит ногу Калибатов. Не, все-таки взял. 1 балл здесь надо, наверное, наградить. Да, 3-2 в пользу Гармаева. И еще, ох ты, накрывается. 1 балл. Зачем 2? Сколько там Калибатов? Но посмотрим на табло. Мне не очень верится, что так много. Ну, 5-3. 5-3 дали. Да. Действия. Все за все эти действия. Вот, конечно, первого периода. Ну, первый период завершается. Ну, 2 балла ведет Калибатов. Ничего страшного. Гармаев показал, что умеет бороться. Есть у него свой арсенал. Хорошо. Да, взял на обратный переворот. Сейчас посмотрим. Яркие моменты схватки. Вот действие обратного, да? Да, сейчас посмотрим. Вот он. Хороший бросок.
Ну и остается сам внизу, да? Хотя нет, здесь неплохо он, кстати, увернулся. И потом впоследствии еще за спину вышел, еще 1 балл заработал, да? 3 балла. Одной свой финал весовой Ну категории и до попался 57 на килограммов. накрывание, когда пытался сделать переворот Накатом. накатом, да. Вот попытка Проход в прохода ноги. в ноге. Но контролирует руки. Все время вяжет. Гармаев. Стоят, толкаются. Красный ищет. О, за ноги берет сейчас. Обхват от Гармаева пытается. Все время идет вперед, да, Гармаев? Но он проигрывает, ему надо сейчас идти вперед. 2 минуты бороться остается. Надо пытаться Тамиру. Гармаеву. Ренчину Гармаеву атаковать. Четкое действие должен сделать-то. Гармаев-то. Вот хороший захват. Вот. Под руки, с локтя. Взять и пройти. В ноги, Но, да? Да, в ноги. И Колебатов этот, он, знаете, держит руку левую. Сейчас за шею и правую руку держит. То есть левую. Контролирует его. Ахмед Нави Абдалов. Ахмед Нави Минута осталась. Дубаев, Дагестан. Что-то Гармаев подуставший, что ли? Нет, искорки. Движение. Желание, искорки желания, чтобы победить. Ага, начинает. Да, Набирать 45 действий. секунд остается. Смотрит он на табло, тоже понимает, что времени все меньше, но не очень пока спешит, мне кажется, да? Хотя времени-то все меньше, надо попытку броска, искать захват, проход. Ну, контролирует Колебатов, конечно, очень вязкий тоже борец, все, руки вяжет. Последние 20 секунд. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов в 1/4 5 финала. секунд остается. Попытка сейчас будет броска. Нет, не получается. Не получается. И все, время завершается. 5-3. Колебатов выходит в 1/4 финала. Абдул Колебатов. И встретится в 1/4 с Джабраилом Тулаевым из Чечни. На ковер приглашаются Халид Магомедов, Дагестан, Аяндай Дарая, Тыва.
Да, начинается следующая схватка. Весовой категории 57 килограммов, 1/8 финала. В красном трико дагестанский борец Халид Магомедов. Тюркинец Андар Аян в синем. 5 баллов засчитали Андару. Красивейший бросок. И еще и переворачивает. Сам попадается, мне кажется, здесь может попасться. Да, 2 балла все-таки зарабатывает Магомедов, и Андар тоже по 2 балла. И работает следующий в партере. Свисток. 2-7. 2-7. Андар Аян. Какой тоже интересный борец появляется у нас из ТВ. Ребята практически все, по-моему, из ТВ бросковые. Умеют удивить соперника. Эффектно борются. Проход в ноги Магомедова. Попытка на обратный и даже накрывает соперника. Как здесь оценят? 2 балла. 2 балла Магомедову и 2 Андару тоже, да? 4-9. Разница сохраняется в 5 баллов. Вот это да. Очень интересная у нас схватка. Захватывающая, надо сказать. Последняя минута первого периода идет. Да, все ближе мы к решающим схваткам. Стадия 1/8 перед нами сейчас разворачивается. Ждем четвертьфиналы, а вечером уже полуфиналы. Такой вечером уже, ну, совсем скоро. И бросок. На сколько баллов сейчас? 4 или 5? Так, ждем изменения в титрах. 4, наверное. 8-9. Все еще в пользу Андара, но все очень близко. 1 балл всего лишь. И еще обратный. Нет, 2 балла. Не получается бросить. 4 балла даже показывает. Да, 4 балла. 12-9. Магомедов догоняет соперника. Последние секунды. 4 секунды. 3 секунды остается. Да, все. Арбитр показывает на углы ковра и отдых на 30 секунд. Посмотрим сейчас повтор этого яркого поединка. Вот он. Бросок, красивейший бросок. Наверное, это будет один из самых красивых бросков нашей утренней программы. Ну, уже дневной. Плавно переходим на вечер, на вечернюю программу. По программе у нас 16:40 должны были начаться полуфиналы, но не успеваем мы к этому времени. Да, здесь попытка броска, но на 4 балла прием от Магомедова. Сколько баллов уже? 12-9, 21 балл только в первом периоде. Небольшая травма у борца из ТВ Андар Аяна.
Снова проход в обе ноги. И 2 балла зарабатывает Магомедов. 14-9. Близок он был даже, наверное, к тому, чтобы зафиксировать туше. Пока на мостике спасается Андар. Но все, видимо. Очень близок к победе Магомедов на туше. Не отпускает захват Магомедов. Да, и все, наверное. Оп ты, перевернулся. Андар спасся с очень опасного положения. Очень гибкий. И что показывает арбитр? Вытереть надо. Да, видимо, травма снова. Вновь кровит. Павел Павлович Венегин, Александр Николаевич Иванов. 2 олимпийца. Обсуждают схватки. Снова бросается в ноги уже Андар. Проходит в одну ногу. Поднимает соперника. Центр. И будет пытаться сейчас взять свои баллы. Посадка не получается пока. Только 1 балл может взять. Вот и опять накрывается. Пока нет оцененных действий. Да, 2 балла все-таки Магомедов берет. 16. И там уже по 2, да, по-моему. Сколько там? 29 счет и чистая победа Магомедова. Интересная схватка, такая обоюдоострая. Много бросков. Да, смотрим мы повтор ярких моментов. Нет, все-таки 18-9 посчитали. И 2 балла. 50 секунд остается. И 29. Все-таки 29. И чистая победа Магомедова. С чем мы его поздравляем. Ну и следующая пара. Магомед Расул Гаджиев, Ставрополь, и Николай Захаров, Республика Саха, Якутия. На конвенции победу одержал Сергей Пушкин, Республика Коми. На конвенции начинаются поединки весовой категории до 125 килограммов. В одной восьмой финала приглашаются Игорь Кавказов, Республика Северная. Присоединился Василий Николаевич Гоголев, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы,
победитель игр доброй воли. Магомед Расул Гаджиев, Николай Захаров, Ставропольский край, Республика Саха-Якутия. За выход в 1/4 финала. Схватка начинается. Счет пока не открыт. Такая вязкая борьба проходит. Изучают друг друга соперники. Ждут, может быть, каких-то действий. Николай показал, что умеет он тоже удивить соперника. Интересные приемы. Надеемся, сможет он их показать. Сейчас 30 секунд засчитывают ему за пассивное ведение схватки. 21 секунда всего остается. И, видимо, помощь медика нужна, да? Показывает, да, арбитр, что нужна помощь медика. По-моему, уши. Царапина или... Все, помогли. Многолетние спортсмены весовой категории до 97 килограммов. Борьбу в 1/4 финала. Да, совершается 30 секунд и балл в активу Гаджиева. 1-0 ведет Гаджиев. Ислам Кирчуков, Москва. На ковре С весовой категории И до 45 секунд до окончания первого периода. Такая вязкая равная борьба. Пока ни один из борцов не рискует, не атакует. Нет попыток прохода в ноги или бросков. Да, показывает, что активнее должен бороться и Гаджиев тоже, что вполне справедливо. Пока ни от одного из борцов мы таких активных действий не видели. Николаю не надо останавливаться здесь. Чуть было не пропустил сейчас атаку. Ну и последние секунды первого периода. 9. Ждем свисток. Видимо, борцы на этом и остановятся в первом периоде. Ждем вторую трехминутку и более активной работы от борцов.
На ковре спортсмены весовой категории. Магомед Расул Гаджиев, Ставропольский край. Борьбу в 1/8 финала ведут Магомед Расул Гаджиев, Ставропольский край. Василий Неустроев, Николай Захаров, наш старший тренер нашей молодежки. Уже несколько лет он ведет этих ребят. Наш молодой тренер. Второй период. Активнее призывает бороться уже Гаджиева арбитр. И 30 секунд засчитывает на реализацию своей атаки. Такая тактическая борьба сейчас идет. Хорошо ушел от этой атаки Захаров. 5 секунд остается на атаку Гаджиеву. Ну а затем уже 1 балл в пользу Николая Захарова. 1-1 счет. приглашается Матвей Шнель, Татарстан, Инна Гаглоев, Северная Осетия, Алания. Полторы минуты остается. Николай Захаров сейчас в роли лидера. И хорошо сейчас чуть не поймал, чуть-чуть не получилось. Накрывает соперника. 2 балла дают. Да, должны дать 2 балла. Николай. Да, 2 балла синему. 3-1 ведет Николай. Минута 15 секунд. Остается. Минута 10. Да, сейчас каждая секунда будет решающий, скажем так, последняя минута пойдет. Да, Николай, конечно, удивляет. Очень такие нестандартные у него тоже движения. Иногда можно заметить. Хорошая техника. Проход в ноги от Гаджиева защищается. Да, в последний момент Николай Захаров. Очень сложный момент сейчас. «20 секунд остается. 1-3 счет. Снова попытка броска. Красиво бросает Николай Захаров. Вот это да. На 4 балла. 7-1 ведет Николай и близок к выходу в 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов. Очень интересная техника, конечно, у Николая. 2 балла отдает Гаджиеву, и все на этом. 3-7 в пользу Николая Захарова. И аплодисментами встречают эту победу. Действительно красивый поединок. 2 броска, очень интересных. Сейчас посмотрим яркие моменты поединка и насладимся этим моментом. Вот как поймал, да, здесь. И вот тут. Здорово. И вот бросок на 4 балла в опасное положение. Сразу за ковер. Как активно, да, болеет глава нашего Сунтарского улуса. Молодцы, в общем, болельщики из Сунтар. Очень
организованной командой приехали, поддерживают всех борцов наших. И с самого утра не покидают арену, что очень хорошо. Матвей Куртуков и Алексей Антипин. Алексей Антипин, напомним, Республика Северная Осетия Алания, но родом он из Якутии. А его соперник представляет Новосибирскую область. Красивую борьбу он показал в предыдущей схватке. Матвей, борец из Новосибирска. Сразу после этого последняя завершающая схватка, вернее, да, в этом весе Николай Заболоцкий, Хабиб Мехтиханов. 2 балла Куртуков забирает. Очень сильный борец из Новосибирска у нас на соревнованиях появился. И пока вот здесь тоже ведет. В предыдущей схватке он, по-моему, даже досрочно смог выиграть. На ковре спортсмены весовой категории до 97 килограммов в 1/4 финала. Красный трикот Матвей Шмель, Татарстан, синим Инна Даговой, Северная Осетия Алания. Антипин спокоен. Защитился. Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года проходит при поддержке главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Организатором мероприятия является Министерство спорта. Да, последняя минута первой трехминутки. Снова попытка прохода от Куртукова. И еще 2 балла записывает на свой счет Куртуков. 4-0. Да. Организационный комитет благодарит помощь первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, Генерального прокурора Федерации спортивной борьбы России, акционерную компанию «Аргуса», генеральный директор Сергей Сергеевич Иванов, официального партнера Федерации спортивной борьбы России, букмекерскую компанию «Олимпийка», генерального спонсора акционерного общества «Сбербанк АС», генеральный директор Николай Юрьевич Андреев. 15 секунд. Акционерное общество «Алмаз-Агентбанк», председатель правления Колобов Николай Николаевич, акционерная компания «Железные дороги Якутии», генеральный директор Шимов Василий Владимирович, общество заграничной ответственности Зола Валентина Чана, генеральный директор Попов Юрий Александрович, акционерное общество «Сахнефтегазовый», генеральный директор Лебедев Виктор Николаевич, целевой фонд будущих поколений, генеральный директор Егоров Владимир Анатольевич. На ковре спортсмены весовой категории до 57 килограммов в борьбе по 1/8 финала. Матвей Куртуков, Новосибирская область, Алексей Антипин, Северная Осетия Алания. Так, второй период. Очень уверенно пока чувствует себя на ковре Матвей Куртуков из Новосибирска. Снова попытка прохода. За спину сейчас идет Антипин. Ну, зачем сейчас было? И пропускает соперника. Ну, можно было бы хотя бы 2 балла взять.
с той ситуации, но пропускает атаку соперника. И 6-0 Куртуков ведет. Мог бы поближе уже быть к сопернику. Счет мог бы быть 4-2, но 6-0. На конкуренции весовой категории до 125 килограммов 1/8 финала поединок пройдет в рассмотрении РТД «Душ» Республика Казахстан. В синем Ахмед Шулаимов, Московская область. И за спину снова пытается пройти Куртуков, что у него и получается. 8-0. И может сейчас даже досрочную победу оформить. Нет, не получается переворот. Да, 8-0. На ковре победу одержал Матвей Чмель, Татарстан. На ковре приглашается Шахман Нурмаев. И бросок на 4. 4 балла, 12-0 в пользу борца из Новосибирска Матвея Куртукова. Очень хорошую борьбу. Дважды, по-моему, уже выиграл досрочно Куртуков. Новосибирская область. Куртуков. Поправляет меня здесь На ковре судья-информатор. Николай Заболоцкий. Наверное, так. Хабиб Мехтиханов. Да, и заключительная пара в весовой категории до 57 килограммов в этой весовой категории. Николай Заболоцкий и Хабиб Мехтиханов. Республика Саха и Дагестан. Перед вами. Пока 0-0 счет. Помните, да, Мехтиханов как прибавил во втором периоде схватки с Баяндуевым. Так что может быть это уже такая тактика. Да, призывает активнее работать арбитр Николай Заболоцкий. Тоже достаточно уверенно прошел первый круг. «30 секунд» засчитывают Заболоцкому. На конкуренции рассматривалась Расул Камсахтина, Карачаево-Черкесская республика, Виктор Черных, Красноярский край. Весовая категория 125 килограммов. Балл у Мехтиханова. Последняя минута, 50 секунд остаются. 50 всего. Да, попытка сейчас пройти за спину получается у Николая. И 2 балла зарабатывает в концовке
первого периода. Еще 30 секунд остается. Хорошо. Вышел за ковер? Нет, не вышел. И попытка сейчас даже контратаки. Не вышел за ковер и Мехтиханов, как мы видим. И последние 5 секунд остается. Ну, наверное, на этом мы прервемся на положенные 30 секунд. Вот Заболоцкий с настроем на этот турнир. Все в порядке, есть характер парня. Видели мы его и на домашнем турнире международном месяц назад. Стал он обладателем бронзовой награды. Красным трикотом Николай Заболоцкий, синим Хабиб Мехтиханов, Дагестан. Да, и завязка. Атакует Мехтиханов. Здорово прочувствовал сейчас и рабочую зону. Нет, и Мехтиханов тоже не вышел за ковер. Очень интересно, конечно. Равная схватка. Очень внимательно наблюдает за этой схваткой Абдусалам Гадисов. Опять предупреждает. Ну, надеюсь, устное пока или нет. Да, устное пока предупреждение. А нет, 30 секунд уже отсчитывают. Второй раз. Ну, не знаю. Даже минуты еще не прошло, уже начинают. Мне кажется, не так, чтобы справедливо. Потому что равная пока схватка, борьба идет. Не так, чтобы в глухую ушел Николай. Даже на контратаке чуть не поймал. Так, попытка прохода в ноги от Мехтиханова. Защищается 1 балл у Мехтиханова. 2 счет. Но пока еще в пользу Николая Заболоцкого, потому что он свои баллы, в отличие от соперника, заработал трудом собственным. Пока не вышел еще за ковер Николай Заболоцкий. Минута 20 остается. Ну и выталкивает за ковер. Мехтиханов 3-2. 3-2. Выходит вперед спортсмен из Дагестана, победитель первенства мира, если не ошибаюсь, среди юношей. И травма, да? Да. Да, повредил ногу. А рекламные, мне кажется, да, там щиток нет. Очень серьезная должна быть травма. 3-2. Мехтиханов пока ведет. И последняя минута. Последняя минута идет схватки. Надо отдать все силы. Попробовать отыграться. Тем более, что в первом периоде удалось ему 2 балла взять. Мехтиханов пока заработал, но без судейской помощи пока 1 балл только за ковер вытолкнул. Ну и за дважды 30 секунд отсчитали арбитры. Что не так, чтобы... Да, 20 секунд остается. Николаю надо работать. Последние секунды сейчас пойдут. Надо задать хороший темп, попробовать взвинтить темп и провести прием.
8 секунд остается. 7. Попытка броска. Ну, да, держит Мехтиханов. Последняя секунда и все. Да, там не было, по-моему. 2 балла показывают, да, Мехтиханову. 5-2. Ах, да, очень напряженный поединок прошел, прямо скажем. Непростой. Не для одного из борцов. На ковре А победу одержал Хабиб Мехтиханов, Дагестан. На ковре Б победу одержал Шахмат Нурмаев, Чечня. На ковер приглашаются Влад Фризин, Красноярский край, Мурат Абдулалимов, Дагестан. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Ачей Малтуйо, Тыва. Да, сейчас мы посмотрим эту схватку весовой категории до 86 килограммов, а потом перейдем на центральный ковер. Ковер Б. Борцы весовой категории до 86 килограммов. Борьба в 1/4 финала. Да, это весовая категория до 86 килограммов. За выход в 1/2 финала Влад Фризен, Красноярск, и Мурат Абдулалимов, Дагестан. Сразу после этой схватки мы перейдем на центральный ковер, где пройдет схватка в 1/4 финала между Адамом Архиевым из Чечни и Игорем Матвеевым, Республика Саха-Якутия. Там уже 1/4 тоже финала. Ну и ждем полуфиналов в весе до 57 килограммов. Абдулалимов в ноги проходит, но пока еще оцененных действий нет. Пытается уйти Фризен. Да, и напомню, что в весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала встретятся Лев Павлов и Юнус Евбатиров, Дагестан, и Джабрил Тулаев, Чечня, против соперника из Москвы Абдула Калибатова. Так, Халид Магомедов, Николай Захаров, Матвей Куртуков и Хабиб Мехтиханов. Интереснейшие тоже поединки нас ждут в 1/4 уже финала. На ковре А борцы весовой категории до 86 килограммов. Борьбу в 1/4 финала ведут Влад Фризин, Красноярский край, Мурат Абдулазимов, Дагестан.
Продолжение схватки 1/4 финала. Весовая категория 86 килограммов. Влад Фризен и Мурат Абдулалимов. Фризен атакует, 2 балла отквитал и выходит вперед 2-1. Влад Фризен, красноярец. Да, последняя минута этой напряженной схватки сейчас перед вами. На ковре борьба по 1/4 финала весовой категории до 65 килограммов. Ведут Аджей Нортуйо, Тыва, Таджимурат Таджиев, Дагестан. Да, 30 секунд, полминуты всего остается в этой схватке. Абдулалимов все силы сейчас отдаст. Но Фризен хорошо защищается и даже контратаку может сейчас провести. 10 последних секунд. Да, не хватит все-таки времени Абдулалимову, и Влад Фризен выходит в полуфинал. С чем мы его и поздравляем. Ну, мы переключимся на центральный ковер. Да. Объявляют победителя схватки. На ковре победу одержал Влад Фризен, Красноярский край. На ковер приглашаются Эли Тумаев, Чеченская республика, Вазилий Ислам Гиреев, Координация команды Европа. Итак, мы на центральном ковре, ковре Б. Ачим Мортуй Ол в красном трико. Тыва и Гаджимурат Гаджиев, Дагестан. 8-8 счет. Вот это да, вот это развязка. Четвертьфинал весовой категории до 65 килограммов. За выход в полуфинал борются спортсмены. Как активно атакует Мортуй Ол. Да, 2 балла есть или 1. И вообще ничего нету. Но руководитель ковра подзывает арбитра. Идет консультация.
балл Гаджиеву. Да, 9-8 Гаджиев ведет, минута 15. Никита Заветный, Ямал, Мецкет, Фабров. Проходит в ноги Гаджиев. Ну и 2 балла. 11-8 в пользу спортсмена из Дагестана. Секунд остается. 3 балла разрыв. Бросок только может, наверное, спасти в такой ситуации. Вот это да. 1-2 балла-то зарабатывает и сразу работает на скрестный захват. Что может спасти? 10. Ух ты! Не получается, да? Все-таки не хватило. Секунды не хватило буквально Мартуй Олу. 10-11 завершается эта схватка. Да, многовато. В общем, отдал последние секунды, но это была очень конкурентная схватка, равная 11-10. Гаджимурад Гаджиев выходит в 1/2 финала. На ковер приглашается Адам Архиев, Чечня, Игорь Матвеев, Саха-Якутия. Вот здесь, видимо, вышел, да, полностью за ковер борец из ТВ, хотя не очень понятно. Ну, здесь, конечно, 2 балла. Здесь тоже, но не удалось, не успел, в общем, атаку провести. Адам Архиев, Чеченская Республика в красном, и Игорь Матвеев, Республика Саха в синем. Снова арбитр обращается к борцам, призывает активнее бороться, предупреждает Архиева. Наблюдают за ковром очень внимательно наши именитые борцы.
В ноги проходит Архиев и 2 балла зарабатывает. Работает активно в партере Архиев, но защищается Матвеев, пока удается это ему. Да, все-таки соединил руки Архиев и еще 2 балла. Нет, там был свисток. 4-0. 4-0 в пользу борца из Чеченской Республики. Давай, синий, активнее. Первый период завершается. 5 секунд всего остается. И счет у нас 4-0 в пользу Архиева. В одной атаке взял 4 балла Архиев. И пока счет в его пользу. На ковре победу держал Хазидин Ислам Киреев, когда позиция команды Югра. На ковре приглашается Рамазан Таджимурадов, Мухаммед Тахир Кагиев, представители команды Дагестана. На ковре борьбу ведут спортсмены весовой категории до 65 килограммов, борьба 1/4 финала. Адам Архиев, Чечня, Игорь Матвеев, Сахалин. Да, устное предупреждение пока, да. Так понимаю, Архиеву выносит арбитр. 2 минуты еще бороться. На ковре победу одержал Давид Мамиев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре приглашается Александр Гришин, Воронежская область, Сайхан Ахматов, Республика Дагестан. Давай. Красный бороться, синий бороться. Пока неизменно. 1,5 минуты всего остается. Игорю Матвееву надо включаться уже на 100%. Нет, не вышел за ковер Архиев, и даже за спину он успевает перейти. Пока оцененных действий нет, но близок к этому. Архиев 6-0. Это, напомню, 1/4 финала. Весовая категория 65 килограммов за выход в полуфинал. Схватка, и 44 секунды всего остается. 41 на табло мы видим. 7-0 показывает. 1 балл.
31 секунда. Да, к нашему репортажу присоединяется Салтан Сергеевич Засеев, наш постоянный гость, наш хороший друг нашей республики. Салтан Сергеевич, вы с утра работаете, да, в качестве арбитра, судьи, являетесь арбитром всероссийской категории. Скажите, пожалуйста, да, какие у вас впечатления от нашего турнира, от первенства России? Ну, какие могут быть впечатления? Здесь всегда на высшем уровне проводят в Якутии. Сегодня на рабочий день столько народу, вот, так азартно болеют. Даже несмотря вот на то, что сегодня пятница, да? Да, Но ждем завтра, послезавтра еще больше болельщиков, чтобы поддерживали, да, наших спортсменов. да. Сегодня борются за олимпийские веса. Ну, вообще борьба очень хорошая. Да, 6 весовых категорий Да. сегодня. Все олимпийские веса, да? Ну, трудно пока кого выделить. Ну, самая такая яркая схватка была вот Сучков 74 килограмма с лидером сборной команды из Ставропольского края. А так остальные вот ребята борются. Ну, практически я мало кого их знаю, но хорошую борьбу показывают. Я думаю, и зрители хорошее удовольствие получают от этой борьбы. Да, конечно. Мы сейчас уже близки к полуфинальным поединкам, да, там, я думаю, что накал будет еще расти, и уровень, конечно же, борцов тоже будет, соответственно, на другом уровне уже, да. Ну, конечно, сейчас полуфинал уже сильнейший. Практически уже за медаль будут бороться. Кто полуфинал вышел. Так что борьба очень хорошая будет. Я думаю, финалы, я думаю, еще лучше будут, еще сильнее. Потому что в основном на этом первенстве только в одном весе разводили, а остальных никого не разводили. И какая-то, так, знаете, вот равная борьба идет. Ну и новые лица появятся. Да, скорее я всего. в этом тоже уверен. Давайте сейчас внимание ковру уделим, да. Асланбек Улимбашев, Красноярск, и Ханты-Мансийский автономный округ представляет Теймур Абдурахманов. Ну, Уимбашева я знаю, он по юношам в Забайкальске, он в Чите в прошлом году по юношам он выиграл Россию. Победитель первенства, да? значит? Да, первенство России. Вот это такой перспективный, хороший мальчик. Я его и на сборах красноярских видел. Вот уже, по-моему, 1/4 финала. Да, сейчас это уже идет, 1/4, да. это выход в Да. полуфинал. Ну вот борца Серебрякова я не знаю. Но мы видим, что очень широкая география у нас. 43 региона, более 300 борцов на первенстве, да. И, как мы видим, тоже очень много интересных борцов из разных совсем школ, разные стили, разная борьба тоже. Тоже интересно. Вот знаете, сейчас по юношам на Фоминске первенство России закончился, да? Там доминировали полностью Дагестан и Чечня, Кабарда. А вот на этом первенстве вот такая борьба идет. Ну, и Россия, я имею в виду, и Сибири, Да, очень много Э, интересных да. тоже имен появляется. наравне борются. Ну, так что Да, вот Э. даже мы видели из Коми, да, вот Пушкин, да, да, Сергей. да, Очень да. интересный борец. И даже ну, почему даже, ну, из Калмыкии тоже парень очень хорошо Вот. как боролся, да. Так что я думаю, есть на кого посмотреть, на что посмотреть, действительно. Я думаю, что те болельщики, которые сегодня с утра у нас действительно находятся на арене, получили большое удовольствие от этой борьбы, да, от того, что они видели все 3 ковра, действительно, прямо своими глазами. Я думаю, что это тоже такой интересный для них подарок, большой подарок для любителей, ценителей борьбы. Ну и для зрителей очень удобно. Везде табло, он даже, я вот сейчас вижу, он вверху первый раз увидел, кто на каком ковре борется.
Ну и когда челлендж на большом экране выводят, это очень интересно. Ну, мне нравится очень сильно. Да, действительно, вот это впервые у нас тоже, я знаю, 3 больших экрана, которые показывают табло, да, Ну да, на чемпионат каждом. мира. Да, прям очень здорово, действительно, очень все понятно, ясно и очень, скажем так, объективно, потому что и видео сразу на больших экранах, там, в общем-то, сложно кого-нибудь, да, там, уличить, скажем так. Ну, буквально перед этим первенством у нас что, здесь семинар прошел судейский. Да, Вот. Я смотрю, вот из семинара это человек 10 якутских судей судят. Хорошие ребята. Вот. Уже это большой для них плюс, что они первенство России судят. Ну, пока без ошибок. да, Все. Я здесь на семинаре с ними был тоже. Очень внимательно слушали. Хороший семинар провели. Очень сильно. ну да, и качество судейской вот коллегии, скажем так, да, и Нарават Александровна, и Алексей Николаевич, это судьи олимпийской категории, да. Да. Знаете, вот это возраст юниоры всегда, вот для судей всегда тяжело это судить, потому что здесь вот некоторые уходят с кадетов на этот возраст юниорский, а юниорские вот некоторые уже последний год для них. И хорошая борьба идет, хорошая, ну, такой напряженной схватки они проводят. Ну и они, ну, хотя вот здесь то, что провели это первенство, это очень здорово, потому что они все привезли качественных с Кавказа. Да, Вот. конечно. И интересно смотреть. Но когда ближе центр России проводит такие соревнования, очень тяжело, потому что по 80 человек, по 100 человек Дагестана борется на соревнованиях. Да. Ну, то есть очень большое количество борцов, да, слишком, даже слишком, можно сказать. Да, да. И нам легче работать вот в таком вот формате, вот как здесь в Якутии проводят. Нормально, хорошо, схватки проходят. Отобранные все борцы, да, то есть Да, да. получается. И пока вот на сегодняшний день, вот то, что мы сейчас до четвертьфинала доводим, никаких этих не было, ни грубости, ничего. Главное, травм не было. Судьи все работают. Когда болельщиков много в зрительном зале, и судьям приятно работать, и борцам приятно бороться. Да, борцы всегда говорят о том, что в такой атмосфере всегда, ну, это вообще, ну, другой опыт, говорят, что бороться, да. А когда при пустых трибунах, это уже совсем другое. Да, конечно. И здесь все условия созданы. И тренировочный зал, и как они выходят, помост. Ну, у них осталось только пока показывать хорошую борьбу для зрителей. Что, будем надеяться, финалы еще интереснее будут. Да, ну, финалы у нас завтра и послезавтра, напомним, да, телезрителям. Сегодня нас ожидают полуфинальные поединки. Мы узнаем имена финалистов в 6 весовых категориях сегодня. Олимпийских. Да, во всех олимпийских весовых категориях. Это 57, 65, 74, 86, 97 и 125 килограмм. Так, через эту схватку мы перейдем на ковер А, где будут бороться борцы весовой категории до 57 килограммов. Там у нас несколько якутских борцов осталось еще, так что поболеем. Я знаю, что Салтан Сергеевич тоже будет наверняка болеть за наших ребят. Да, Салтан Сергеевич? Непременно. Да. Потому Кстати. что якутские борцы, я много их знаю, Республику Якутию. Все равно мое сердце здесь, Да. частица сердца здесь. Салтан Сергеевич уже сколько лет работает, наверное, да, у нас? Я сколько? Чуть не сказал, сколько себя помню. Да. Но очень на всех международных соревнованиях, чемпионатах и России, которые у нас были тоже, да, работают. Да, да, да. Я с удовольствием сюда приезжаю.
Мне нравится. Я был в Винером, сейчас мы турнир провели. Кстати, Александр Да, Николаевич, да, да. Иванова, Авроса. И очень хорошо провели. И призовой фонд для ребят было Да, здорово. замечательно. Кстати, у нас тоже очень хороший призовой фонд. Да, по да, 100 да. Первый тысяч, раз Да, по этому возрасту. да, я думаю, что действительно это так. И тренеру победителя 50 тысяч, Да. а победителю 100 тысяч, второе место 50 и третье 30. Думаю, что это замечательно действительно для победителей. Но Улимбашев проиграл, надо сказать. Ну, молодой парень. Абдурахманов, да. Да, он только вышел с кадетов. Это первое Да. его соревнование. А так, он еще может побороться, вернее, утешаться еще может быть. Я думаю, этот выйдет в финал. Да, и смотрим, да, как повтор ярких моментов. Это вот сравнял счет, по-моему, да. И вот последняя атака, которая принесла победу Абдурахману. Он более опытный. Да. Да, мы перейдем на ковер А. Там Да, хорошие ребята, 57 мест, тут якутские борцы. Я думаю, будем надеяться, что будет финал якутский. Ну, посмотрим. Не будем забегать вперед. Да, Османов, Шакриев. Османов, Московская область. В красном трико и в синем трико представитель Ингушетии Али Шакриев. 2 балла Османов. Это весовая категория до 86 килограммов. Четвертьфинал, тоже за выход в полуфинал выступают спортсмены. Ну а после этой схватки мы ждем на ковре четвертьфиналиста весовой категории до 57 килограммов. Первой парой выйдут Лев Павлов и Юнус Евбатиров. Саха и Дагестан. Это четвертьфинал будет. Да, с 50. четвертьфинал, да. А в полуфинале встретятся вот эта пара и Джабраил Тулаев, Чечня, и Абдул Калибатов, Москва. Ну, все службы, вот, Дворца спорта, вот, проведение, вот, конечно, идеально работает. Для нас вот, и для спортсменов идеальные условия. Здесь Якутии соревнования проводить. И в плане безопасности, и в плане вот, работы, вот, то, что стараются. Я вчера Условия, да? до 2 часов ночи работали, оформляли зал. Да, конечно. Да. Очень серьезно относятся здесь. Четыре тем временем, да, такой счет. Да. Для такого веса уже активно работают оба спортсмена. Но, как мы видим, проигрывает Османов, да, наверное. Я так понимаю, в табло тоже там. Я табло не видел пока. Но активнее Османов работает. Ну да, синий выигрывает. Да, У него выигрывает синий. Видимо, по последнему действию. Вот этот возраст юниорский еще отличается тем, что много зачистки сделали переросших. Да, да, да. Вот, и более молодо выглядят ребята. Да, кстати, Да. то есть видна работа, да, Федерации спортивной борьбы по устранению вот этих фальсификаций документов и так далее. В общем. Да, я с вами действительно согласен. Прям юноши тут бывают такие, что прям школьники, да, ну, на лицо. Ну, не про этих я ребят говорю, конечно. Ребята, конечно, 86 килограмм. Но видно, что все равно, что молодые, да, что Османов тоже 21.
на 21. В этом направлении сейчас комиссия работает хорошо. И нашим ребятам легче бороться. Полегче. Да, четвертьфинал у нас. Шакреев, Шакреев лидер в этом весе. То есть закономерная, да, это победа. До 65 килограммов. В красном трико Ну, это очень много соревнований. Вот, в этом году буквально этот возраст только закончился. Роман Дмитриева турнир недавно. Вот глава района Сунтарского, откуда родом Лев Павлов, на трибунах волнуется, болеет. Ну и Юнус Евбатиров, Республика Дагестан. Это борьба за выход в 1/2 финала. Ну и вдвойне, конечно, ответственно, да, Льву Павлову. Не просто, я думаю, что такой молодые, конечно, ребята. Такая школа и такой опыт, да, сейчас перед родными трибунами. С родного района за 1000 километров на машинах приехали. Ну, не наврать, говорят, под 60 человек поболеть за Льва Павлова. Ну, это же здорово. Да. Когда вот земляки приезжают, он вдвойне должен мотивирован. Будем надеяться. Вот, Хороший сейчас проход в ноги. Надо из этой ситуации брать баллы. Пока еще нет их. Пока еще нет. Да, защищается, руку, да, захватил Евбатиров, не дает атаковать. Ну, Поднимает арбитр. торопится, он уже Да. заходил туда. Но как реагируют болельщики? Они больше, наверное, лучше знают эти правила. Болельщики наши. Делают первое замечание сильное. Вроде тоже опытный арбитр. Пару секунд еще можно. Защищается Ой, здорово, Лев. молодец. Но пока тоже нет баллов. Сейчас такое же Защита. положение, точно, такое же положение было. Да. Но он должен взять. Здесь он должен отработать. Да, посадил, здорово посадил, выходит за Вот, спину, это 2 гол. балла есть. Лев Павлов выходит вперед 2-0. Паркер работает, но защищается Евбатиров. Опа! Ай, молодец. Пошел. 4-0 в пользу Льва Павлова. Минута остается до окончания первого периода только. Юнус Евбатиров. Да, на этих правилах, которые сейчас действуют, ну, даже 4 балла он ведет. Надо бороться. Если Да. только остановился, все. Согласен. Теря- Нынешние правила, они именно направлены на то, чтобы оба спортсмена проявляли себя в атаке, да? Конечно. Именно. Осталось 25 секунд первого периода. Ну, я его встрече видел, Павлова, там, когда он боролся сегодня. Ну, так, не разбросанно борется. Мы надеемся, что он доведет до победы. Да, первый период завершается. Счет 4-0 в пользу Льва Павлова. Здорово, да, отработал все-таки. Ну вот в этом положении он уже назад заходит. И поторопился арбитр. Ну, здесь он хорошо отработал в контратаке. Да. Опасное было положение, Да. на самом-то деле. Непростое. И в партере, конечно, здорово. Вот как за него земляки болеют. Да. Молодцы. Очень приятно.
Анатолий Григорьев, глава района. Большая работа ведется в Сунтарском районе по развитию именно вольной борьбы. Собственно, своя школа, но это очень далекий на самом деле район от Якутска, да, вот 1000 действительно километров. И не на самолетах же летают, да. Поэтому многие ездят тоже и на сборы и в Красноярск, и в Дагестан. В общем, работает очень здорово. И на слегах поддерживают тренеров молодых, которые работают в небольших селах. Но в прошлом году к нам в Иркутск они приезжали на сборы Вот, тоже. видите как, да. Салтан Сергеевич, вы все знаете просто, что происходит в борьбе, да? Кто куда ездит, что происходит. В общем-то. 4-0. Счет 2 пока минуты, не изменился. времени еще много. Да, конечно. Это один бросок на 4 балла, да. Разница небольшая на самом деле. Надо еще 2 балла взять, там попасть от себя, и потом уже Уже более тактически. контролировать, да, встречу. Послушайте информацию на ковре Б, на ковре Б. Через 5 минут выйдут спортсмены весовой категории до 74 килограммов. Спортсмены весовой категории до 74 килограммов. Через 5 минут ваш поединок состоится на ковре Б. Скаканцы. Ковер Д. 74 килограмма. Да, последняя минута уже близится. Григорий Шиилов, Брянская область, Джамал Макушев, Крым. Самый опасный последний минут. Да, здесь решится судьба поединка. Ему надо завязывать. Вот все. И за спину, да. Это уже победа должна. 6-0. 6-0. Чуть-чуть времени убить в партере. — 35 секунд он должен отстоять. 30 секунд остается за выход в полуфинал. Напомним, схватка. Еще впереди. Еще одна схватка сегодня, как минимум, да, у Льва. Скажем так, 10 секунд. Это победа. Да. Последние секунды. Свисток арбитра. Победа Льва Павлова. Поздравляю. Ну, рано еще. Рано. Ну, уже полуфинал. Но Уже за медаль будет бороться в любом Но случае. за медаль, но мы хотим чуть больше. Надо золото, потому что Да. давно не было. Да, После Капринова не было вот, видите, золотой медали. в этом весе, в этом возрасте, да? Да. Молодец, хорошо отработал. Да, согласен. Грамотно. И повтор. На ковре С, весовой категории до 74 килограммов. В 1/4 финала поединок ведут красноармейцев Аслан Ганиев. Ну, Якутске, вот сейчас я смотрю, я многие сравнения вижу. Поднимается борьба. Одно время, конечно, небольшой Спад, да, такой? спад был. А сейчас во всех этих возрастах, по кадетам, правда, я не видел, вот юниоры до 23 лет. Есть ребята, которые уже показывают результаты, борьбу хорошую. Кстати, пользуясь случаем, у нас в Иркутске будет 27-30 августа финал первенства России до Ю-23. Приглашаем всех. Вот это да. Да, Интересно. И в Да. Иркутске в августе, да? да, да, в Иркутске. Я Да. сейчас там работаю, в Иркутске, А, по контракту. Интересно. Сейчас перед нами Джабраил Тулаев, Чеченская Республика, и Абдул Калибатов, Москва. Вот кто из них выиграет, он в полуфинале Да, будет бороться. да, именно со Львом Павловым встретится один из этих борцов. Так что нам тоже надо иметь
имеет смысл посмотреть. Сергей Пушкин через одну минуту. Ваши боевые Ну, Тулаев, с ним потяжелее бороться. Он, Да, во-первых, высокий, да, да, очень но он в высокий, конце неудобно. устает. Он здесь на этом ковре у меня боролся, он устает. Но такой вязкий, неудобный. Да, согласен. 2-0 ведет Тулаев. Как раз эту встречу судит Вячеслав Кривошапкин, Да. семинарист наш, Наш молодой, молодой наш парень. молодой, арбитр. Да. Ну, сейчас самый перспективный в Якутии. Ну, и по опыту тоже самый опытный. Хотя молодой парень. Да, надо на нашем на титрах уже 2-0. Наверное, надо прописать. Ведет Тулаев. Уже минуту с лишним ведет. Да, 2-0. И так, пока нет, да? Да, нету, оцененных действий. оценки нету. Калибатов атаковал он неплохо. Защищается. Вот Вязкий, да, что вы говорили. Очень сложно против такого борца. Ну, вот 2 балла 2 проиграл балла синий. и 4-0 уже. Да, он такой неудобный, вязкий, высокий. Да, очень. Сколько он гоняет? Интересно, да, 57 Да, килограмм. да. Этот парень точно не задержится в этом весе. Это 100%. Высокий. Да, с таким парень. ростом. Да. Ну и такой широкий тоже в кости. Да. Не сказать, что он такой худенький, да, такой. И плечи широкие. Сейчас чеченские борцы, вот и юноши, юниоры, у них сильно тоже поднимаются. Да, вот мы видим здесь много борцов из Чечни и вышли тоже многие в высокие стадии соревнований. Вот на ковре С, вот опять Сучков выиграл, вышел в полуфинал. Но по стопам старшего брата идет Антон Сучков. Очень тяжелую схватку перед этим он Да, вытащил. видели там челленджи и так далее, да. Не просто. Да, иметь такой характер, за 8 секунд 2 атаки. Провел, да, Да. Антон? Да, 8 секунд оставалось до конца. И вырвал схватку. Кто-то он взорвал трибуну, я слышал. Ну, мы можем только один ковер комментировать, поэтому. Ну, трибуны за него болели. Да, ну, конечно, его знают. И старшего брата хорошо знают. Ну, тем более сибиряк. Да, сосед. И как переводят сейчас и балл. Да, 2. тут шансов не даст Да, он. 5-0. Тулаев. Да, сложно будет Льву-то. Не просто, вернее, да. Ну, то, что сложно, это уже понятно. Полуфинал для каждого будет непростым, да. Но именно неудобный такой соперник. Высокий. Ну, посмотрим, как Лев отработает полуфинал. Вот его тренер Николай Романович Данилов внимательно смотрит этот поединок. Ну, я думаю, анализ сделает, Но подготовит своего оппонента к этой схватке. проход в ноги от Калибатова, но опять же в атакующей позиции оказывается борец в красном. Скорее, да? Ну да, Контрприем или там он сейчас может выйти в практически запись. все действия он на контрприеме Да, именно, зарабатывает. да.
Ну, на этом первенстве очень много молодых судей. Он потихоньку обновляется. Есть Судейский и, корпус, да? да, есть и опытные судьи. Конечно, без них очень тяжело проводить соревнования. И как молодежь, сплачивается коллектив. Ну, от судейства тоже очень много зависит, конечно, да? Ну да, но с другой стороны, вот эти правила, вот эти челленджи, всякое бывает. Но судья ошибся. Никто не работает, тот не ошибается. Но есть челлендж, есть жюри, и они выносят решение, А если спорный Калибатов-то, момент. да, очень активно проводит последние минуты. Еще 4-5 счет. Я даже 50 секунд остается еще времени. не успел, когда он балуется. А он устает красный. Он Да. уже- А, вот концовка, да? да, он просит врача, чтобы отдохнул. А, вот Слава не давай, да, за сарай бороться, только на кровь останавливается. Ну, видите. Ну, да. мои слова подтвердились. Да. Я бы на его месте, ну, сейчас можно дать балл по движению крови нету. Можно так, да? Ну, Да. то есть это тоже есть В правило. правилах, да. Ну вот, уже вы можете дать совет молодому арбитру после Я работы, ему да? подскажу Да. потом, потому что это выход в полуфинал. Решающая Тем более- стадия, да. Тем более, я думаю, якутскому борцу с синим легче бороться было. С другой стороны, борьба есть борьба. Проходит в ноги Калибатов. Но, видимо, просто так это не закончится. Опа! Что тут происходит? Защищается пока Тулаев. Я с 20 такого секунд. положения вышел. Ну, надо свистеть, наверное, сейчас. Да, конечно. Да, свистеть. И 19 секунд еще остается. Калибатову дают шанс. Есть шанс для полноценной атаки. Времени еще вагон. Надо давать темп сейчас, давать. Атаковать беспрестанно надо до конца. Все, Нет, время. Но мы возьмем тоже урок, да. И Николаю Романовичу, может быть, сейчас стоит позвонить, сказать на последние минуты, да. Но не знаю, ну, я Лев-то думаю, тоже они- знает, да. Да, я думаю, схватку, если грамотно построить, Да, можно со всеми бороться. да. Ну, видите, в каком состоянии. Да. А ему завтра еще взвешиваться надо. Самое главное, в первом периоде не дать Много, да. много баллов, а потом уже второй период. Но это весогонка тоже, да, много. Да, конечно. Большую роль играет, конечно. Много он гоняет точно. Это парень большой, высокий, Он все баллы в первом периоде заработал красный. да. Чуть-чуть, наверное, опыта не хватило, да, ему сопернику. Мог он, наверное, дожать в концовке. Минута последняя была. Если бы он более грамотно свою атаку построил, да, и нагнетал, уже выдохся бы, может быть. Он в первом Тулаев. периоде много отдал и под его борьбу подстроился Да. под красного. У нас судьи некоторые боятся, вот когда врача не просят, вот, спортсмена, он устал, врача бросит. Не надо, нельзя. Еще Только- один, да. У нас в основном только на кровь, и если травма, тогда травма не продолжает бороться, его снимают. Останавливает, да. А врача вызывать, это на кровь. Халид Магомедов, Дагестан и Николай Захаров. Первые 2 балла уже Магомедов заработал. Мне Захаров понравился. тут Да, хорошая схватка. да, интересные приемы, да, какие у него. Очень интересно боролся. Захаров, такая нестандартная у него техника своя.
Красиво очень. Две схватки мы с его участием смотрели, оба мне очень понравились такие. Не без валидола, конечно, но красиво было. Ну и здесь, если он сумеет показать, что умеет, да? Одну схватку я судил, руководник точно, КВ, точно, да. его схватку. Тоже такая напряженная схватка была, и он выиграл. Но жаль, что сразу пропустил в ноги. Ну, Магомедов, он член сборной команды юниорской. Хороший парень, я его видел, помню, запомнил его. Дагестан, да? Да, здесь явного лидера такого нету в этом весе, никого не разводили, но практически основной он. Он в сборную команду входит России по юниорам. Арбитр Мерген Аржак из Тувы. Да, последняя минута первого периода идет. Ну, пока ничего страшного. 2-0 Ну, конечно, это- да, 2-0. это пока. И вот, Вот да, это вот Красный один балл вышел, здесь точно синий, надо. да. А почему 3? Там 1 30 балл. секунд было, да, еще? По одному А, почему-то да, дали. 30 да, секунд. Да. 3-1 счет. В общем, разница сохраняется 2 балла. Ну, 2 балла это еще ничего не страшно. По этим правилам. Николай Захаров, конечно, у него такая интересная техника борьбы. И несколько бросков, да, он и в двух Да, да, да. поединках, и в обеих поединках он делал броски интересные. Да, Бросковые. темп надо давать. Они все равно столько приехали туда. Сейчас часовой поезд, может, как-то на них будет влиять. Так что надо темп давать. Да, согласен. Дома, что называется, и стены должны помогать, Да, да, и родные трибуны. Вот один из тренеров Дагестана там сейчас секундирует. Это Угуева тренер. Шемеев. Первый тренер или личный Ну, сегодня? личный тренер Да, этого. да. Угуева тренер. Ничего Олимпийского чемпиона. А, Сам начальник команды там секундировал его в сборной Дагестана. Ну и вот наши. Это он с училища Олимпийского резерва, да? Вот. да. Семен Сергеевич за него переживал. Директор, да? Да. Ну, второй период. Ну, Магомедов тоже мощный парень. Тоже прилично, наверное. Если придерживает, гоняет. Да, видно, что да, тоже мощный, да? Тоже уйдет, наверное, выше. Ну, конечно, помощнее выглядит, чем Захаров. Нельзя Захарову стоять, ему надо постоянно работать. Искать. Нагружать, да? Не дадут 30 секунд. Пушкин снова выиграл, по-моему, да? Объявили. Да? А, да. Проход в ноги, Магомедов и бал, да? Или свисток был? Свисток. Да, свисток. Но он опытный судья. Мерген Аржак.
ситуацию контролирует. Да, опасно, опасно сейчас. Да, Два балла выходит за проиграл. спину, да. Я думаю, Магомедов в финал выйдет, у него еще будет шанс у Захарова утешаться. А вот не скажите, Хабиб Махтиханов тоже там, следующий четвертьфинал. И открытие из Новосибирска, я считаю, Матвей Куртуков. Да, тоже этот мне понравился. Куртуков, хороший парень. да, интересный борец из Новосибирска появился у нас. Так что ничего еще не решено, скажем так. Ну и в этой схватке будем надеяться, что бросок на 4 балла может нам помочь. Но, конечно, сложно. Дай бог, но Да. очень сложно будет. Конечно. Но через такую школу надо пройти, конечно. Такой опыт будет полезен для каждого борца. И для Николая, в частности, тоже. Хорошие схватки он провел предварительно в Да. поединках. Так что этот турнир для него точно будет в плюс. 30 секунд еще на бросок. Время есть. Предупреждение. Да не, устные замечания делал. Замечание. Бросается в ноги Магомедов, конечно, он сейчас время. Он конечно, отстаивает хочет, да. время. Да, конечно. 20 секунд. Это грамотная работа, конечно, в исполнении Магомедова, да. То, что, наверное, советуют тренеры на установках, на тренировках. 25 секунд осталось. Бросайся в ноги. Держи. Ну все. Победа достается Халиду Магомедову, Дагестан. Ну, заслуженная победа, ничего Да. не скажешь, конечно. Опыт есть, опыт все равно. Да, опыт. это член сборной России, молодежной сборной России. Ну и последняя четвертьфинальная схватка нас ожидает в этом весе. Вот Матвей Куртуков, Новосибирск, и Хабиб Мехтиханов, Дагестан. На ковре победу держал Магомед Гамзатов, Дагестан. На ковре приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Борьба в одной четвертой финала. Хабиб Давыдкаджиев, Дагестан. Давид Мамиев, Северная Осетия, Албания. Но здесь я точно не возьмусь предсказывать исход, да. И тот, и другой борец показали хорошие схватки. Ну, даже я бы сказал, что мои предпочтения просто на стороне Куртукова, как за сибиряка, который две схватки он выиграл досрочно. А вот у Мехтиханова они прошли гораздо тяжелее. На последней секунде, да, одну схватку выиграл и одну, вот, ну, конечно, с небольшим, скажем так, разрывом, да, в счете. Куртуков очень хороший мальчик. Он в Сибирском округе борется, я его давно знаю. Он всегда вот по юношам, по кадетам, пятерки России всегда бывал. Матвей Куртуков и засчитывает 30 секунд, кстати, Да, сильно Мехтиханову. дали. И сразу он бросается в ноги соперника и близок к тому, чтобы взять 2 балла. Взял. Да, 2 балла взял.
и работает в партере. Сейчас по новым правилам, если 30 секунд дается, вот, атакующий борец в течение 30 секунд, если берет техническое действие, ему еще поощряется балл. Когда 30 секунд закончится, дополнительно балл. Но если вот сейчас синему дали, он взял 2 балла и 30 секунд выбирается. Это новое, вот, что есть, да, добавили. Также на челлендж тренеру, спортсмену дается 10 секунд. Раньше было 5 секунд, сейчас дается 10 секунд. На табло выставили счет, он подумал, у него есть 10 секунд, и может челлендж выбросить. Да, вяжет Мехтиханов в обороне. Их целое поколение Михтханов в Дагестане. Во Все вс- борцы, да? Да, и по взрослым, и по юношам, и по... Фамилия такое, борцовская. Ну, Куртуков, он до конца борется, парень такой волевой. Матвей Куртуков. Хотя в Новосибирске борьба не так развита, водная борьба. Там больше классики, да? Да, 57 килограммов. В красном трико Матвей Курдуков, Новосибирская область. Ну, в принципе, есть, да, там и клубы, и тренеры, которые... ну да, они занимаются. сейчас, молодые ребята там работают, очень платформа работает. И, маленькие у них веса, вернее, это возраста поднимаются. А у них одно время сильно запущено было вообще. Дмитрий отыграл 2 балла. Да, 2-2. О чем мы говорили, да, Куртуков. Ну, блестящая пока готовность показывает, действительно. Боец, он до конца борется. Ему сейчас бороться надо, в защиту не уходить, потому что счет такой скользкий. Да, согласен. Лучше искать счастье в атаке. Конечно. Вот он балл И проиграл. уже 1 балл, да? Да. Мехтиханов снова выходит вперед. Но этот парень тоже с характером. Ничего не скажешь. Давид Гаджиев, Дагестан. Синим Давид Мамиев. Не доделал до конца. А, еще 2 балла проиграл Кутуков. 5-2 5-2. это уже тяжело. Но минута с лишним еще есть. Минута 15. Ну, при такой борьбе вот тяжело отыграть. Да, конечно. Тем более активнее Митиханов. И вот бульдозером пытается снести, да, с ковра. Ну, Мехтиханов. он навязывает ему свою борьбу Митиханов. Свисток там был. 45 секунд. Только амплитудный бросок, наверное, поможет. Ну да.
Но пока к этому предпосылок нет. Очень вязкий, конечно, тоже Мехтиханов. Защита на уровне. Такая взрослая борьба, да, скорее, чем юниорская, Ну да. молодежная. Вот опять он не дает ничего сделать с этой стойки. И бросок не совершить, наверное. Оп, попытка, но Без сорвался. захвата. Что там? 9 секунд остается всего. Да, 9 секунд. 7-2. Даже бросок не поможет уже. Но надо было раньше. Да, 2 балла. 4-7. Нет. Не успел. Да. Да, мне там. Да, выходит в полуфинал Мехтиханов, Хабиб Мехтиханов, с чем мы его и поздравляем. Салтан Сергеевич у нас тоже идет работать на ковре, видимо, да. Сказали, что надо помочь опытному арбитру в полуфинальных поединках, которые сейчас начнутся. На ковре победа держава весовой категории до 125 килограммов. Хабиб Дамагаджиев, Дагестан. На ковре приглашается борцы весовой категории до 125 килограммов. Сали Хасан Махмадов, Али Тупалиев, представители команды Дагестана. Борьба в одном четвертый финал. Красный, давай, давай, контакт. Красный пассив. Красный пассив. Красный активнее давай. Так, у нас схватки в весовой категории до 125 килограммов. Четвертьфинал. Это заключительный четвертьфинал. Саид Хасан Ахматов, Дагестан, и Али Тупалиев, также представитель Дагестана. За выход в полуфинал самой тяжелой весовой категории. Ну и близки мы к полуфинальным поединкам во всех 6 весовых категориях.
30 секунд засчитывают Ахматову. И первый балл у Тупалиева. Сразу же бросается в атаку Ахматов и 2 балла зарабатывает. 2-1 счет в пользу Ахматова. Да, это заключительная схватка в предварительных наших поединках сегодня. 3-2 ведет Тупалиев. Первый период завершается. И мы через небольшое время дадут спортсменам на отдых некоторое время. Мы уйдем в это время на рекламу и уже потом вернемся для того, чтобы посмотреть полуфиналы во всех весовых категориях. То, что мы ждем, конечно, все. Посмотрим сейчас, как у нас будут проходить полуфиналы. Я так понимаю, на 3 коврах, да? Пока 2 ковра только у нас в наличии. В общем, разберемся ближе к полуфиналам. Да, как нам подсказывают, на 2 коврах будут полуфиналы. Конечно, самые интересные для нас, конечно, схватки мы посмотрим в прямом эфире. Ну а пока мы дождемся исхода последней схватки весовой категории до 125 килограммов. Подведем, наверное, небольшие итоги уже ближе к полуфиналам. Предварительный, да, к нам присоединится еще один гость, с которым мы поговорим о первенстве, о впечатлениях наших, которые мы с 11 утра, скажем так, да, накапливаем. 2 минуты еще бороться на центральном ковре центра. Тупалиев. Снова попытка прохода в ноги. 2 минуты еще бороться. Тяжелая весовая категория. Достаточно много действительно баллов уже ребята заработали. И мы близки к тому, чтобы узнать имена всех полуфиналистов. Так, в одной второй финала весит до 86 килограммов встретятся Али Шакриев, Ингушетия, и Красноярск, Влад Фризен. Это будет первая схватка на ковре А. На центральном ковре мы начнем с весовой категории до 65 килограммов, где будет бороться наш земляк, да, Игорь Матвеев и его соперник Иван Потапов. Нет, это 1/8, это уже была эта схватка. Нет, надо, наверное, будет нам обновить. Да, вот 1/2 финала. Исаак Кацаев и Ислам Кильчуков. 97 килограммов мы начнем. Также из Татарстана Матвей Чмель и из Чеченской Республики Шахман Нухаев. Будут схватки.
Ну, дождемся сейчас окончания поединка. Ахматов у нас вышел вперед и ведет 4-3. Но поочередно меняются они вот лидерством и зарабатывают сейчас уже балл Тупалиев. 4-4. 35 секунд всего остается. Да, выигрывает борец в красном трико Ахматов. И дождался он окончания схватки и выходит в полуфинал. Ахматов будет бороться за выход в финал соревнований. Ну, а, уважаемые телезрители, нас ждет небольшая рекламная пауза, технический перерыв на наших соревнованиях. Как нам сказали, минут 5 он продолжится, дадут немного отдохнуть спортсменам перед выходом в полуфинал. Ну а мы с вами вернемся в прямой эфир чуть попозже, как раз когда выйдут спортсмены на ковер. Итак, добрый вечер, уважаемые любители спорта. Снова с вами национальная вещательная компания «Саха». Мы в прямом эфире готовы начать трансляции полуфиналов в 6 весовых категориях первенства России. С вами Валерий Ефремов. Добрый день, Валерий. И Добрый Степан день. Масельский, да. Расскажите, пожалуйста, Валерий, какие у вас впечатления сегодня от первенства, от соревнований, от выступления нашей команды Республики Саха-Якутия? Вы как один из самых больших болельщиков вольной борьбы, я знаю, что вы не пропускаете ни одно соревнование, и даже детские соревнования для вас не являются секретом, да? Да, здравствуйте, любители вольной борьбы. Так, впечатление от соревнований, конечно, очень, организация очень даже хорошая. Вот, смотря вот победителям такие вот пояса, медали, это вообще мирового уровня. Таких вот, даже в Дагестане же таких не делают. Мгм. А наши ребята, ну, у нас был прогноз, ну, я сам статистику делаю, прогноз, и, ну, 57, нормально все. А так, ну так, пока боремся, ага. А лидеры вот все выступают, и нормально пока. Ну, посмотрим еще. У нас будут полуфиналы. Ага. Лев Павлов у нас будет бороться за выход в финал. Как раз тот человек, про которого можно сказать, что он лидер нашей сборной, да. И показывает он действительно хорошую борьбу и хорошую готовность. Вы, наверное, с этим согласитесь, Да, да? конечно. Ну и остальные ребята, я не думаю, что все они были как-то плохие или как-то, ну не знаю. У меня слова такого не будет, потому что все показали все, на что они сегодня, да, способны, наверное. Боролись на равных с лидерами сборной команды России, молодежной сборной команды, да. Да, Конечно, очень сильная команда из Дагестана, из других регионов, из Сибири тоже, да, как мы видели. Да, Ну да. и мы видим, что рост идет по всей стране, по всем регионам, мне кажется, да, действительно. Очень разнообразные и Да. стили мы посмотрели сегодня. в борьбе. Сегодня вот из других регионов Татарстан хорошо борется, да. Оренбург очень много. Мгм. Да, и Ханты-Мансийский И автономный Коми. округ, да. И Коми, Коми, да, ага, вот Сергей Пушкин, Да, да. Сергей Пушкин. Я вот Сергея Пушкина хочу отметить, вот с малых лет его знаю. Вот с нами, вот с ними, да, он вот боролись вот наши вот
наш земляк Баткачакацкий, Кирилл Дорожкин боролся в детстве все время. Ну, он победитель маленьких кадетов, первенств России. Он и остановился где-то 2-3 года не боролся, и вот только вот с прошлого года начал бороться. И вот хорошие результаты показывает. Ну, на стадии вот четвертьфинала он проиграл. Мгм. Да, но Да. мы сейчас начнем с весовой категории до 86 килограммов. Я, насколько я понимаю, на 2 коврах у нас будут проходить полуфинальные поединки. То есть параллельно сразу 2 полуфинальных поединка одной весовой категории, что, в общем-то, логично, да. Но у нас сегодня 6 весовых категорий, все олимпийские категории Да. мы с вами сегодня увидим. Так что это будет в любом случае очень интересно. Перед нами сейчас выйдут борцы весовой категории до 86 килограммов. Базигит Ислам Гиреев, Ханты-Мансийский автономный округ. Вот он перед вами. И его соперник из Дагестана Мухаммед Тахир Ханиев. Я знаю, что вы этих ребят тоже хорошо Да. знаете. да. Я могу отметить вот Магомед Тагир Ханиева. Он по национальности ингуш, он тренируется в Хасавюрте. Ага. И вот сейчас он борется 86 килограмм, да? 2 года назад он боролся 55 килограмм. И вот как он весах добавил, да? А лидерство свое не потерял, всегда вот в первых местах, в лидерах. И вот его родной брат Башир Магомед Тагир есть такой. Он сейчас переехал в сборную Азербайджана. Вот недавно стал он чемпионом Европы. 70 Да. килограмм. Ничего себе. Это вот родные братья они. Да, вот Ингушетия они. поражаюсь действительно вот глубине и подробности ваших знаний. Вы знаете практически вообще всех, по-моему, да, борцов в мире. Или, Не, или, ну- или есть борцы, которых вы не знаете? Не, такого быть не может. Ну вот есть так, ну, журналисты, это их работа, они лучше знают, конечно. Да. Как можно поспорить, например, с Петром Павловым. Ну, со статистиком, Ага, да, но известно. Но не знаю, я... С вами тоже как можно поспорить? Но не знаю, я Да. думаю, что есть любители, фанаты, которые А мы просто просто любители, фанатично просто болеют. И Я знают свою работу каждый. работаю и болею за борьбу. Да. Люблю тоже борьбу с малых лет. Я все записываю. У меня блокнотики там в детстве были, тетрадки. Ага. Вот смотрим, да, как Ханиев 6-0 уже ведет эту схватку. Очень уверенная борьба от представителя сборной Дагестана все-таки, да, хотя, как вы сказали, по национальности он Ингушев. из Ингушетии, да, родом. Да. Ну, с малых лет тренируются с братом в Хасавюрте, они тренируются. Хасавюртовская школа борьбы. Конечно, сильнейшая, наверное, да, Ну, можно чувствуете, да. Ну, он лидер сейчас. Но очень интересно, вот и в следующем полуфинале на этом ковре весит до 97 килограммов выйдет, к примеру, Матвей Чемель из Татарстана. Да, Вы про вот. него тоже много Да, расскажете, да, но да. чуть попозже, да? И его соперник из Чечни уже, Шахман Нухаев, да? То есть из Крыма также будет представитель Ханты-Мансийска, Осетии, Республика Саха-Якутия, Москва, Чечня. Ну, в общем, достаточно Ге- такой широкая География ага, да. большая. Ну, это хорошо же. Для 40. развития борьбы хорошо. Да, 43 региона у нас представлены, более 300 борцов. Ну, мне кажется, да, действительно праздник борьбы, по-другому не скажешь, да? Все, 10-0. Как мы ожидали, Магомед Ханиев Тагир шансов не дал. Но это, видимо, да, будущий тоже один из лидеров сборной, Да. наверное, взрослый, да, Да, уже? сборная России. Ну, тренера тоже на него надеются, они изучают. Со всех возрастов он только в лидерах. Как он прибавил в весе, да? Да. Интересно. Боролся он Но в в малых весах, мастерстве да. не упустил. Да, вот мы видим, да, насколько он активно, красиво поборолся в этом полуфинале и уже в первом периоде записал на свой счет Досрочную победу, победу. да. А параллельно у нас проходит схватка в этом же весе в полуфинале Али Шакриев, Ингушетия и красноярец Влад Фризен. Фризена мы видели у нас уже несколько раз, мне кажется, да? Ага. На турнире Романа Дмитриева. Роман тоже. Дмитриева боролся тоже. Ну, очень много ребят, вот, которые в Роман Дмитриева боролись. Вот Сейчас они они, перед ага. вами. Очень быстро у нас завершился полуфинал первый на центральном ковре, так что мы перешли оперативно на ковер А и смотрим, как проходит борьба здесь. Али Шакриев,
в красном трико, его соперник Влад Фризен в синем. Ингушетия и Красноярский край. Пока ведет 2-0 спортсмен из Ингушетии. Ну, расскажите чуть-чуть про ребят, которые выступают. Ну вот из Ингушетии вот этого я, ну так, ну он вот откуда-то появился, как сказать-то. Не очень известный, ну, да, борец? Известный, ага. А вот Фриза Красноярца, конечно, знаю. Ну они вместе вот с Учковыми тренируются, это одна школа. Ну, С чувствуется, Антоном, да? Ага, с Антоном, Никита. А Фризен это не русская же фамилия, Ну, да. а так славянину. Ну, очень тяжелые тоже были схватки, да, в этом весе 86. Ага. Конкурентный вес тоже, понятно, да, тоже много регионов было представлено, Ну, олимпийский вес. да. Ну, все весовые категории сегодня Да, у нас сегодня олимпийские. ага. 6 Да. весовых категорий. Да, завтра мы увидим финалы в этих весовых категориях, ну и предварительные схватки в 4 других весовых категориях, в которых тоже представлены будут наши спортсмены Республики Саха-Якутия, так что всех тоже призовем, да, прийти в Центр Поболеть. спортивной подготовки «Триумф». Тут с утра просто очень много болельщиков. Я вот на самом деле удивился. С 11 утра уже центральные трибуны все были заполнены. Ну и некоторые, конечно же, ушли, потому что не у каждого есть возможность в пятницу 10 Это часов да. сидеть на трибунах. Конечно, кто-то уже ушел и смотрит следит за соревнованиями По телевизору. да, по телевизору или на Wrestling TV, да. Мгм. В общем, возможности есть. Еще 2 балла и 1 балл за предупреждение. 5-0 ведет Шакриев. Очень уверенно пока идет к победе этот парень. Влад Фризен, наверное, сейчас озадачен, да? Как? Работать надо, догонять. Минуту 10 секунд осталось. Ну, Шакриев вряд ли сейчас, да? Он даст эти свои 5 баллов. Ну да, последняя минута. Да. И только такой фантастичный бросок на 5 На 5 баллов. может спасти положение. Ну и всякое бывает, конечно. В борьбе бывает всякое. Но здесь, ну, мастерство Шакриева тоже я под сомнение, наверное, не поставил бы. Да, это не случайная победа. Очень методично все работает. Захват Шакриев. обратки. Да. Сейчас еще 2 балла, наверное, возьмет. И вот не скажешь, что он устал, да, и вообще очень свеж. Не, уверен, хорош, уверен, да. ага. Дышит спокойно. 20 секунд остается. И выход в финал, видимо, будет за Али Шакриевым. И встретится он с Магомед Да. Тагирханиев. Мухаммед Тахир Ханиев. 2 спортсмена ингуша, да, скажем Да. так, из Ингушетии родом. Но представляет Ханиев Дагестан. Поздравляем спортсмена с выходом в финал первенства России. Для любого спортсмена это очень важная победа. Выход в финал молодежного первенства России. Это первая ступенька к большим победам, скажем так. Да. Это молодежное первенство. Уже наравне со взрослыми можно уже тягаться. Да, многие. Да, как многие раз вот и с этого тягают. возраста и вышли. Вот мы сегодня вспоминали, как раз, что Садулаев чемпионом России стал уже там в возрасте 20 там, или даже Да. или раньше. Да, мы на центральном ковре сейчас работать
Ислам Кирчаков, Москва. Сейчас 97, да? Да, сейчас весовая категория до 97 килограммов. На центральном ковре мы ждем выхода борца из Татарстана Матвей Чмель Чмель. и представителя Чеченской республики Шахмана Нухаева. Весовая категория до 97 килограммов. Вот он, да, Да, Чмель это. мощный парень. Да, он сегодня хорошие схватки показал. Да, к Такие сожалению. силовые, такие. Да, к сожалению, рано сошел с дистанции Демьян Макаров. Демьян Макаров, Да, я тоже за него болел. Все Очень, болели. но я его тоже с малых лет знаю. Такой парень тоже. Бросковый. Я тоже, Как из кино, следил. да, парень? Да, да, Такой да. Небольшой, мощный, да. такой очень Чисто русский бросковый. богатырь, да? Да, такой Маленького роста, силовой. интересный борец. Чмель сразу же, вот видите, начинает поддавливать, первым номером работает, да? Вот представители Чечни тоже вот. Ага. Очень в последнее время добавили же, да, в борьбе. Да, очень, Мгм, очень да. добавили, но, по крайней мере, вот в молодежке очень много Да, борцов. да. И в кадетском Чечни. возрасте тоже очень Много, много да? чеченцев. Ага. А раньше вот чеченская школа все в Хасавюрте уже начали. У них своих этот не было. Потом вот сейчас появилась Айтиевская, Бахаевская. То есть развитие идет Да, серьезное, развитие да? сильное. Ага. Но это видно действительно по вот юношам, юниорам. Да, да. Очень видно, где происходит развитие борьбы. И в Хасавюрте тоже очень много вот чеченских борцов. Вот Мехтихановы братья. Вот, кстати, да, сегодня тоже один из Мехтиханов вышел. Ага. Нет, ну это Хабиб Мехтиханов. Это другой. Все думают, это Муслим младший брат. Но не так, да? Нет, не так, это однофамильцы. Нухаев сравнивает счет 2-2. И скрестный захват пытается взять. Если не отпустят. Нет, пока не получается. Здорово защищается Чемель. Арбитр, наверное, может. А нет, все-таки, да, Все, взял. взял захват. 4-2 Нухаев. А, свисток. Почему-то. Середину схватки же, ковра же было. Почему свисток? Да, минута последняя первого периода. Вот Татарстан, да? Татарстан тоже в последнее время очень прибавило, да? Да, Раньше один борец был, 70-74 килограмм был. да, знаю. Ага, Нигматуллин был же такой. Да, щас- он на чемпионатах России Да, да, все постоянно, время, ага. С Рассадиным боролся. Такой мощный парень. Да, 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 силовой, физически сильный очень. А сейчас из Татарстана очень много вот кадеты, молодежи видно. Работают тренера. Так, период заканчивается. Ну, разрыв пока небольшой, на самом Ага. деле 2 балла всего, да. Так что ждем второй период. Ну и борцы тоже согласились на то, чтобы первый Отдохнуть. период, да, вот так вот завершится. 30 секунд на отдых. И посмотрим, как дальше будут развиваться события. Представитель команды Чеченской Республики Да, на параллельном ковре, кстати, представим, кто у нас борется. Иса Кацаев тоже представитель Чечни. Чечня, ага. И команда Москвы Ислам Кельчуков. О, Ислам Кильчуков это лидер. Ага, он сейчас лидер этого веса. Он чемпион первенства мира, Европы. На Романа Дмитрия тоже боролся Кильчуков, Ислам.
По-моему, иранцу проиграл. Да, ну там точно чемпионом был спортсмен из Ирана, да. Ага, иранцу проиграл. Ага. Ну и второй период, вторая трехминутка. Смотрим, что покажут борцы. Сразу в атаку Чмель бросается, защищается Ногу Нухаев. взял, но отпустил. Ну да, защитился Нухаев. Ну, чем шире, на самом деле, география и медалистов, и финалистов, я думаю, тем лучше, да, для развития борьбы. Да, конечно. Поэтому, ну, будучи незаинтересованными лицами, будем немного болеть за Матвея Чмель, да? Чтобы расширить географию, да? Да. борьбы. Ну и, в общем-то, всегда за Ну, как-то за да, проигравших, болеть за но человека, не который... за фаворита же, да? Да. Так же получается как-то. Так что посмотрим. Ну, пытается он, ищет свою борьбу тоже. Там минута 45 осталось до конца встречи. Ну, ребята, конечно, очень много сил отдали и в предварительных схватках. Это видно, что не очень свежий, да, Матвей Чмель. Он очень активно боролся. Я вот тоже краем глаза наблюдал за другими коврами. Много действительно сил дали. 97 килограммов тоже не шутки, да, с такими богатырями Конечно. бодаться, что называется. Не каждому дано. Вот, немного и скорость немного потеряли. Что, Что? травма? Нет, все нормально. Последняя минута сейчас пойдет. Да, очень красиво оформлен у нас, да, и зал, и в полуфиналах у нас такой полутьма, и все прожекторы направлены Освещение. да, такое, И экраны большие. да, и надписи, полуфинал. Все, в общем-то, так, на уровне. Постарались организаторы, да? Попытка прохода в ноги, и Нухаев за спину выходит, и 6-2 уже ведет, 30 секунд остается, видимо, это близко к победе, как минимум, да? Да. И свежее тоже выглядит Нухаев, мне кажется. Подустал Чмель и 20 не секунд так свеж. осталось. ага. Так, после этой схватки мы переходим на весовую категорию до 74 килограммов. И перейдем мы на ковера, да, после этой схватки. Там Антон Сучков, наш хороший знакомый, с дагестанцем Алло Духаевым будет встречаться. Предлагаю посмотреть на соседа красноярца, да, после этой схватки. Все, Нухаев в финале. Счет 6-2. Чемель за бронзу будет бороться. Да. Уступил он в полуфинале. Выходит в финал его соперник из Чечни Шахман Нухаев. С чем мы его и поздравляем, да? Пока спортсмены из Ингушетии, Дагестана и Чечни вышли в финал соревнований первенства России. Так, на ковре я вот не успел, да? Ну, Кильчуков, Москва, да, я Да, так понимаю. Кильчуков Выиграл, вышел. да? Ага, выиграл. он. Да, и Москва. Так, у нас 57 пустили, да? Ну, у нас в протоколах Последний да, поставили. последний поставили. Ну, раз вызвали, значит поменяли. Ну, Когда мы не возражаем, да, Да, посмотрим. конечно. ага.
на схватку Льва Павлова Мгм. против И Джабраила Джабраила Тулаева. Это молодой парень тоже из Чечни. Да, мы видели его схватку в четвертьфинале, ну и даже в предварительной тоже одну схватку видели. Заметили с Салтан Сергеевичем Засеевым, что Джабраил Тулаев в концовке все-таки подседает. Много, видимо, веса гоняет Гоняет, парень, ага. очень большой, Ну и высокий акклиматизация тоже тоже, конечно. влияет. Ага. Так что посмотрим. Но Льву Павлову надо предлагать достаточно высокий темп. Небольшую травму, как мы видим, да, на руке. Нет, темп надо во втором Ну, периоде да, да. прибавить. Ну, Ага. конечно. Ну, в первом тоже не надо отдыхать. Ну, Да, потому что сегодня это последняя завершающая схватка. Это полуфинал. Предупреждение Тулаеву за пассивную борьбу. Ну да, я согласен, что все-таки в центре ковра работает Лев. Лев, походу, сегодня балла не дал Посадил, никому. Ага. посадил. Не успел он все-таки. Защищается его соперник. Да, Но есть возможность сейчас, да. Заработать 2 балла. да, выйти за спину. Опа. Нет, Опа. очень высокий, неудобный, да, вот этот Да. парень Тулаев. И даже сам сейчас чуть ли не в атакующую позицию Ну, хочет это- выйти. Ага, Здорово сейчас Во. вырывается Лев и балла. 2 балла зарабатывает. Мы выходим вперед. Да, здорово, здорово в этой завязке. Очень непростой завязке отработал Лев. Трибуны проснулись у нас. И работает Скрестный скрестный захват. захват. Ну, Нет, все-таки не ушел. ага. Тулаев Защитился. Ага. 2-0. Пока. Опа. Проход. Проход ноги. Молниеносный проход Ага. Льва. Ага. Еще 2 балла. Опа. Еще 2. 2-2. Или как? Нет, 2 балла. Опа. Хорошо. 4-0 ведем. Последняя минута первого периода, завершающая минута, вернее. Ну, Льва Павлова атакующий стиль. Он ведет счет, но все равно атакует. Но дома Да. надо так бороться. Да, так и Сейчас надо. Так и... Опа. пятку пытался сейчас пройти. Лев. Спиридоновский проход, да? Да. Уже встал, что ли? Тулаев. Да, есть немного. Как-то чувствуется, да? О, Да, забарывает, забарывает. И да. 6-0. 6-0. Так, накат, накат. Ну, последние секунды, 10 секунд всего остается. Пытается взять. Оба! Накат. Опасно сейчас. Опа! Накрывание. Да. Время? Время, ага. Период закончился. Со счетом 6-2, да? Да, 6-2. Но последняя, конечно, атака очень опасна. Заставила поволноваться. Валидольная атака была. Параллельно Мехтиханов мы видим, да? Ага. Да, Хабиб Мехтиханов и Халид Магомедов. Параллельно у нас схватка идет. Ну, Халид Магомедов это тоже член сборной Да. России, он в команде. Да. Так же, как и Хабиб Мехтиханов, да? Да. Он же победитель первенства мира среди юношей, да? В кадетском возрасте. В кадетском возрасте. Ну да, поэтому у него видно, что и международный опыт, да, такой. Взрослая такая борьба у него уже. 6-2 счет. Но Льву не надо останавливаться. Надо искать свою борьбу, показывать все, что умеешь, да. И перед болельщиками, да и вообще с тактической точки зрения, наверное, останавливаться не стоит. Кандидат
атаковать. Первая минута прошла второго периода. Да. Ну и, кстати, 30 секунд засчитали, да. Ага. Параллельно мы видим, да? Да. 6, 7-2. 7-2. Уже счет. Но разрыв уже неплохой, 5 баллов. Минута 30. Но Тулаев должен сейчас рисковать уже, да? Да. Концовка. Конечно, чеченский характер стоять не будет, бороться или проиграть. Ровно минута осталась. Да, последняя минута. Ну и пока не дает поводов усомниться в своем лидерстве Лев. Даже Вырывает руку, да, забегание пытался, есть. да, забегание провести. Тулаев сдал, да? Ну да, он Устал, сдал. подустал, конечно. Чувствую, что видно. Уже Ну. отрыв такой, но Но я думаю, что он Время все-таки заканчивается. последнюю атаку все равно проведет. Копит силы, он пока не выкладывается. И на последних секундах, ну, такую Да, попытку, наверное, сделает. даже Но он, вот да, гол- видно, голову качает уже. что- да, но сил не хватает. Сил да, нету, ага. что, Видишь. да, все-таки, да, устал. Тулаев, видимо, будет бороться завтра в малом финале в борьбе за бронзу. Ну, а Лев завтра поспорит Финал. за золото, да. Первый финал якутский у нас есть. 57 килограмм. Да, с чем мы поздравляем и болельщиков. И призываем завтра обязательно прийти и поболеть за нашего парня в финале весовой категории до 57 килограммов. Завтра у нас торжественная церемония открытия в 17:00. Ну а финалы начнутся в 19. А параллельная схватка, что у нас там? Да, параллельно мы сейчас посмотрим. Но, по-моему, да, Ну, все идет к тому, что Мехтихан. да, Мехтиханов выигрывает. Хабиб Мехтиханов. Это уже у нас третья, да, весовая категория завершается. Остается еще 3 веса сегодня, полуфиналы параллельно на 2 коврах. Ну а предварительные схватки, так же как и сегодня, у нас начнутся в 11 часов. Приходите болеть, посмотреть, получить удовольствие. Тут атмосфера действительно настоящего спортивного праздника. Это, ну, не передать, наверное, словами такое, да, вот. Сами увидят. Вход бесплатный. Да, вход, кстати, свободный, бесплатный. Можете прийти с молодыми борцами, да, может быть, если у вас дети занимаются тоже борьбой, вообще спортом, чтобы посмотрели, поболели за наших ребят. Завтра тоже у нас много будет за кого попереживать, да. Те ребята, которые и Завтра надеемся на 70 килограмм на Баяновского Владимира. Да, 79 тоже Роман Николаев у нас Роман есть. Николаев, Ну и ага. Артем Слепцов, дважды уже победитель да. чемпионата Дальнего Востока, первенства Дальнего Востока и первенства Республики. О, 10-0. Магомедов. ага, Халид Магомедов. Ну, Ну, да, он член сборной. Да, мы об этом тоже говорили. Салтан Сергеевич говорил о том, что он подопечный Абдусалам Гадисова, да, Гадисова. Так что, конечно, он уже в сборной уже не первый год. Да. Лидер, скажем так. Так что завтра нас ждет финал Лев Павлов и
Его соперник из Дагестана Халид Магомедов. Вот он перед вами. Так, сейчас мы на ковре А остаемся. Да, 74 килограмма. Сейчас будет схватка. Антон Сучков и Алу Духаев. Красноярский Дагестан. Антон Сучков, конечно, за него здесь очень переживают Якутские болельщики, болельщики. поэтому мы тоже не будем отставать. За наших красноярских соседей поболеем. Хорошие у нас отношения. Наши ребята тоже, кстати, и там тренируются, да, наш парень. 97 килограммов, да. Ага. Серебряный призер первенства России. Тренируется под руководством Сучкова. Его соперник в синем трико Алу Духаев. представитель Дагестан, команды да. Дагестана, кандидат мастера спорта, спортсмену 19 лет, тренируется под руководством Мантулая. Вячеслав Кривошапкин обслуживает встречу. Арбитр. Пока первая минута без активных действий, да. Да, 0-0. Сейчас кому-то повреждение будет. Духаеву. За пассив. 30 секунд. Да, отсчитывает 30 секунд. Опа. Попытка прохода в ноги Сучкова не получается, но тем не менее время идет, и через 2 секунды загорится табло 1-0. 1-0. Да, ведет Пока Антон. Антон. Но это ничего не значит, да? Это за пассив очков. Надо рабочие баллы. Да. Минута остается. За ковер. Все, балл заработал. Духаев. 1-1. 1-1. Ну, равная на самом деле, да, схватка пока. Все решится во второй трехминутке, да. Конец первого периода. 1-1. Ага. Пока не нагнетают, в общем-то, обстановку спортсмены. Равная борьба, которая завершается при счете 1-1, но в пользу Духаева, который последним заработал балл. На ковре А красным триком Антон Сучков, Красноярский край, в синем Алу Духаев, Республика Дагестан. На ковре Б в красном триком Джамал Мартушев, Республика Крым, в синем триком Магомед Камзатов, Республика Дагестан. Полуфинал в весе 74 килограмма.
Второй период начался. Счет 1-1. Сучкову надо работать. Ага, ага. Вот Проход он, ноги. вот он, да. Да, да, фирменный проход Сучкова. Ну пока, Ага. пока защищается Духаев. Да, да. Ну, Держится за ноги. В обратный Да, захват хочет, да, обратки. захват. Но не получается. Сейчас и арбитр поднимет, наверное, спортсменов. Хотя нет. Может вырвать сейчас ногу. Пытается Во-во-во-во. Антон работать. Вот он вырывает практически. Вырвал, да. Да, 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 Ногу да, да, да. и за спину проходит. 2 балла сейчас Нет, может нет. взять. Ну, хоть Тут бал. переворачивается. Бал, Да, бал, бал бал взял. дали. Ага. 2-1 в пользу Антона Сучкова. Минута 54. Еще остается. Ну, о чем говорили, да, все-таки во втором периоде гораздо более активно работают спортсмены. Поберегли силы. Минута 35. 2-1 Сучков пока. Духаев сейчас прибавит. Могут дать запастив Сучкову. Это поведение. Проход ноги. Не получилось. Все, пошла последняя минута. Счет не меняется 2-1. Да, и 50 секунд всего остается. Но Духаев, Духаев конечно, прибавит, сейчас прибавит. включится Ага. на полную. Опа. Это вот Сучкова фирменные движения. Вот брат Никита тоже такой прием делает. Может, заметили. Ну, семейная, семейная, да. Отец тоже боролся за меня. Да. Так что борцовская семья. Опа! Проход в О, ноги, в обе ноги. Это уже Да, 2 балла. победный проход. Да. Мгм. 4-1. Ну и последние секунды. Ну, 6 секунд осталось, 7. Да, 7. Антон молодец, конечно. Вышел в финал. Все. Поздравляем Финале. красноярцев. Да, и благодарит публику тоже. Понимает, что за него здесь переживают. В каждой схватке, да? Да. Трибуна болеет за Сучкова. Антон Сучков, Красноярский край. Вот. Во. Вот он, да. Ага. Красивый проход тоже. Ну и здесь в завязке он сумел вырвать ногу и за ковер вытолкнул. Ну, хорошая схватка получилась. Интересная. С сценарием тоже таким. И вот победный бросок на 2 балла. И эмоции. На трибуны, да, смотрит, Мгм. как реагирует. А параллельно у нас схватка там. Да, сейчас. Что-то Там, челлендж. по-моему, челлендж, да, ага. смотрит. Спортсмен из Крыма Джамал Маргушев и дагестанец Маламагомед Гамзатов. Это он Пушкина Сергея выиграл в четвертьфинале. Гамзатов. Ага. Ну, Пушкин, видимо, за бронзу, да? Да, за бронзу будет. Ага. А, нет. Нет, Не, если не. проиграет Да, сейчас, да, то нет. да, Ага. всё. Вот и полуфинал все решает. Ну, челлендж видим. 5-4 пока в пользу Гамзатова. Пока. Но что сейчас судьи решат?
мы не знаем. Вот, кстати, на экране, кажется, можем мы тоже наблюдать, что там происходит. А счет 4-1 был. Да, и в одной атаке, видимо, да, 4 балла ага, Гамзатов взял. заработал. Ага. ну и время еще есть до окончания схватки. Ну, дождемся решения арбитров, что они скажут. Да, у нас уже практически 28 вечера, оказывается, да, мы с 11 часов, 9 часов практически. Но мы этому готовились. Да. Мгм. Мы специально приехали. Челлендж КВРБ. 2 балла борцу синему. Одного действия исходного положения нету. Челлендж выигран. Челлендж выигран, да? Нет, Выигран, по-моему. Так, посмотрим на табло, что там. походу, в пользу красного. Да, я и говорю, что Ага. это они, по-моему, бросили, потому что ну, на табло же 5-4 в пользу синего было. Ага. А сейчас поменяли и ну, не видим пока табло. Ага. И в защитной стойке борец в красном. Ага. А, 4-3. Это из Крыма. Парень. Джамал Маргушев, да. Маргушев. Ага. Да, Маргушев. Ну, просто представляет Крым. Но много борцов представляет Крым, да? Тоже. Да, последние секунды. И все. Ну, Пушкин остается без утешительных схваток. А выходит в финал Джамал Маргушев. Джамал Маргушев, да. Поздравляем. С Антоном Сучковым завтра они оспорят золотую медаль в весе до 74 килограммов. А у нас остается две весовые категории. Да, Тяжелые. 125 килограмм. ну сейчас 65 килограммов мы увидим. Да, давайте посмотрим. Но мне кажется, стоит посмотреть на 65, наверное. да, Каджимурат Гаджиев и Адам Архиев, да? А там Да, параллельно. Талгат Абдулкадыров там. Ага. Да, Талгат Абдулкадыров и Теймур Абдурахманов. Лучше это посмотреть, наверное. Да, давайте тогда на центральный ковер, Вот. на ковер Б. Теймур Абдурахманов и Талгат Абдулкадыров. Два тоже разных региона. Дагестан и Ханты-Мансийский автономный округ. Ну, сейчас пригласят спортсменов. Вот они уже выходят. 65 килограммов. Олимпийский тоже вес. В синем трико Далгат Абдулкадыров, Дагестан. А в красном перед вами Теймур Абдурахманов, Ханты-Мансийский автономный округ. Ну, я думаю, здесь в этом весе Абдулкадыров Талгат лидер. Вот Абдулкадырова, они вот семья, да. В семье 5 детей, и все они борются. Вот Талгат, вот средний брат их. И все хорошие результаты, да, Да. показывают? Ага. Вот старший брат, может, знаете, Магомед Абдулкадыров. Он в первенстве мира боролся, в чемпионате Европы боролся. Серебро завоевал. Это старший брат их. Это династия. Младший даже, походу, в детсаде ходит и уже борется. Но это не удивительная, скажем так, история, потому что, наверное, в Дагестане, ну, в целом в Кавказе, это такая традиция тоже, да? Ну,
Ну, с кадетского возраста вот Талгат тоже. 18 лет только, совсем молодой еще парень, да? Все время в лидерах. Ага. Вот это да. Ну, растет мастер тоже. Ну, дагестанский тренер надеется. Проход в ноги от Абдурахманова. Абдурахманова Нет, еще защищается. еще не взял балл Абдурахманов. Но работает активно, поднимается. Ну, балл, наверное, нет. Свистка не было. И даже Абдулкадыров зарабатывает 2 балла. Мгм, Вот это да. Вот это защита. мгм. 1 балл показывает Абдурахман. Ну, я, наверное, согласился бы тоже. Челлендж. 1-0, да, значит? Да, ну, мне кажется, да. И Ага. руководитель КВ, и Ага. боковой арбитр. Мгм, И я, я тоже 1-0. В мгм. общем-то, там вышел за ковер Абдурахманов. И, в общем-то, арбитру надо было свистнуть, наверное, в тот момент. Ага, проходит ноги. Абдулкадыров, ну, заберет свои 2 балла, наверное. Да, Ага, забрал. спокойно Мгм. забирает 2 балла. Ага, И работает в Да-да. партере. работает. Все. Да, Ну, взял. 2 балла есть. Да. 4, 1 Мгм, мгм. и еще. Вроде турецкая ножница, но как-то с накатом. Вот еще 2 О, балла. красиво как, да? Ага. Работает. 6-1. Польза Абдулкадырова. Еще Еще 2 2 балла. Ага. показывает, да. 8-1. Вот это работа. Здесь нет. И снова работает. Мгм. И тот же захват. Забирает, да, забирает это. Ага, тот же захват. О, И да, пошел. И 1 балл сопернику. 2-10 счет. И завершается первый период. Вот это, развязка, да? да, это уровень, я бы сказал. 18-летний парень. В весе 65 килограммов, да? 2004 года рождения вот Талгат Абдулкадыров. Ну, 19 в этом году только исполнится. Российский автомобильный Юра, Талгат, Абдулкадыров, Республика Дагестан. Ну, считаю, что просто блестящая готовность, да, показывает. Вот смотри, как здесь-то боролся. Ну, вышел на самом деле за ковер. И, конечно, здесь справедливо 1 балл на самом деле дали. Но в целом, как мы видели, 10 баллов потом заработал. Очень уверен в себе. Абдулкадыров, Далгат. Ну и второй период. В центре ковра Талгат. Абдурахманову надо работать. Догонять, да? Но сложно, конечно. Здесь советовать. Так, 2 минуты до окончания. Пока очень скромно себя ведет Абдурахманов. Согласился на проигрыш. Но Получается, да? в целом, наверное, скорее думает о том, чтобы не проиграть досрочно, может быть. Ну, в общем, опасается. Конечно, после такого первого периода
сложно в себя прийти, наверное, да? Но они в одном зале тренируются, друг друга да, знают. прекрасно. Возможность Талгата знает Абдурахманов. Ну и параллельно у нас Гаджиев и Архиев. Адам Архиев из Чечни Да. тоже. Ну, он с малых лет уже в лидерах. Проход ноги. Абдурахманова. Поднимается Абдурахман. Ну, пытается, по крайней мере. Нет, защищается здорово. Абдулкадыров и свисток поднимает. Арбитр 51 секунда. За пассив еще один балл дали. Абдулкадыру, оказывается. Да, 11-2. Я согласен, да. Абдурахманов действительно не активен. На ковре А победу одержал Гаджимурад Гаджиев, Дагестан. Ну, хороший финал будет. Гаджимурад Гаджиев И? с той стороны. И А, Абдулкадыров, Гаджиев выиграл, да? выиграл, ага. Гаджимурад Гаджиев. Да, интересный будет финал. 10 секунд осталось. Ну и здесь и ясно, да? Да, согласился все-таки Абдурахманов с поражением. Главное, чтобы не проиграть досрочно, да? Все, 11-2. Абдулкадыров выходит в финал и встретится завтра с Гаджимурадом Гаджиевым из Дагестана. Ну, два дагестанца, да, в этом весе оспорят золотую медаль. Ну и у нас остаются финалы в самой тяжелой весовой категории, да, до 125 килограммов. И мы увидим схватку между осетинским борцом Ирбегом Тавгазовым и представителем Московской области Ахмедом Шугаибовым на центральном ковре. Ну, тяжелый вес для России очень такой, Проблемный вес. проблемный вес. Ага. Вот, начиная вот с кадетов, с молодежи, юниоров. Вот интересно, да, на самом деле, как будто перевелись у нас богатыри, наверняка Да. есть, но тоже интересно, тоже такая ситуация сегодня. В взрослом уровне тоже такая Да, проблема. да, есть такое. Ну вот тренера вот этот возраст тоже ищут тяжеловесов хороших. Ну, может Смотрят, быть, из этих ребят изучают, кто-то, да. Тавгазов, Шугаибов, Осетия и Московская область. Заключительная схватка на сегодня, так что мы можем потихоньку подводить тоже итоги, да, Валерий. Мы ждали, в общем-то, наверное, сегодня Льва в финале, что задача, в общем-то, минимум как, выполнена, да. Ага. На самом деле, я тоже так думаю. Другие ребята тоже завтра у нас будут и в малых финалах. Да, может быть, утешительная увидим, схватка. да. Есть у наши ребята. Ага. Так что посмотрим. Будем болеть. Да, Завтра. в утренней программе будет интересно. Завтра также посмотреть на другие весовые категории тоже, да? Не олимпийские веса завтра. Да, 4 веса. 4 веса. 61, 70, 79, 92. 92. У нас, как мы сказали, лидеры тоже есть за кого поболеть. Ребята, которые хорошо себя показали и на недавнем турнире Романа Михайловича Дмитриева, да, памяти нашего олимпийского чемпиона. Роман Николаев вышел в финал в весе до 79 килограммов. Владимир Баяновский чемпион в весе 70 килограммов. Ну и Артем Слепцов финалист 61 килограмм. Так что будем надеяться на медали.
здесь пока без таких активных действий. Схватка. Ну, большие парни, большой вес. Первый балл за, За пассив. да, Ага. пассив в пользу Тавгазова. Тавгазова. Ну, завтра 70 килограмм наши основные соперники это Байтукаев и Марат Фадзаев, походу, будут. Чечня и Осетия, да? Ага, ну, Московская область представляет Фадзаев. Племянник Арсена Сулеймановича. Борцовская династия. же. Тоже один из лидеров, да? Да, весовых один из категорий? лидеров. Ага. Первый перевод заканчивается. За пассив 1-0 пока, да? Да. Ну и главное, завтра финалы, конечно, самое главное, да? Финал, ага. 6 весовых категорий, малые финалы и золотые, да, золотые медали в схватке. Так что вечерняя программа у нас будет очень насыщенной. Да. И, как вы видели, равные соперники во многих у нас финальных поединках будут. Интереснейшие пары. Тоже достаточно широкая география. И Дальний Восток представлен, и Сибирь. Ну и, конечно, куда без Кавказа, да? Куда без Москвы. Второй период начался. Тавгазову за пассив. Есть просто предупреждение. 30 секунд еще не дали. Угу. Балл зарабатывает Шугаибов, да? 1-1 счет. Сравнивает счет, но выходит вперед. По качеству уходит вперед. Да, вот на заднем плане видим мы руководителя, директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд республики Михаил Дмитриевич Пахомов. Вот главный организатор этого турнира. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что на таком уровне давно у нас, наверное, не было, да, тоже соревнований. Да. И Организация, оформление, в общем, да. организация на высоком уровне. Надо поблагодарить всех работников ЦСК «Триумф» и Республиканского центра, да, спортивной подготовки. И призовые хорошие. Призовые 100 тысяч чемпиону, 50 Тренеру. тренеру чемпиона, 50 также серебряному призеру и 30 бронзовому. Проход в ноги пытался сделать, но перебарывает его Шугаибов и 2 балла выходом за спину зарабатывает. Подустал Тавгазов. И осталась минута. Да, До минута конца 5 встречи. секунд. Не просто. Да, 50 секунд остается.
Снова попытка прохода от Тавгазова, но хорошо защищается Шугаибов. Не дают ничего сделать пока своему сопернику. 45 секунд. Так, и время еще есть. Один проход решил бы, да? Счет 3-1. 2 балла надо. Там вот Газова. 25 секунд. На ковре А победу одержал Сайт Хасан Ахмадов. Магистрант. Да, на параллельном ковре у нас уже, Ахмадов, да, Ахмадов. Ахмадов выиграл. Да? Ахмадов мастер спорта. Все. И Шугаибов в финале. Да, поздравляем спортсмена с выходом в финал и ждем завтра наши решающие поединки. Ну и еще раз напомним программу нашего турнира во второй день соревнований. В 11:00 в Центре спортивной подготовки «Триумф» начнутся утешительные встречи, которые в весовых категориях, которые были у нас сегодня. Ну и квалификационные отборочные поединки в 4 весовых категориях до 61, 70, 79, 92 килограммов. 17:00 до 18 полуфинала в этих весовых категориях. 18 начинается у нас церемония открытия, красочная церемония. Не пропустите. Ну и далее будут финалы в олимпийских весовых категориях, в 6 олимпийских весовых категориях. Да, вас ждут еще самые яркие моменты, нарезка из самых ярких моментов, да, наших соревнований, первого дня турнира. Ну и с вами сегодня были комментаторы Степан Посельский и Виталий Кремов. Да. Всем спасибо за внимание. Ждем завтра на телеканалах Мамонт и НВК Саха. Также трансляция доступна на стриминговом сервисе Федерации спортивной борьбы России wrestlingtv.ru. Ну а финальные схватки покажет федеральный канал Матч Боец. Всего хорошего, до встречи, до свидания. До свидания.